Передать это своим потомкам, что данную трагическую дату мы никогда не забудем. Европе, Ирданах, Яйтло и Башламин. Яйтло через YouTube Яйтлон. Если ты, конечно, не занимаешься подколами. Пошлам сонов, чувак, дует твой подписчик, тут пишет мне, что ты утвердишь это. Что я утвержу? Нов чувак, Бог. Дукканви уаствай нохчи боц. Сумка алхер ченда, дунята бях чендуин дамбу нохчи уаствай. Остальное, все, что говорят другое, это какое-то нововведение, не более. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам, Ибраим.
Я максимальное количество вац муслим юртау Сайфулла. Чинцани отдельно связи вана. Уереза. Делаем все, что можем. Загружаем максимальное количество видеороликов, которые, конечно же, прошлом году هتكون резво цар ожимал питан дяш цахалич подписчик шпевда. Эла питан дар дикция дюйц. Балыч. Хорошо, позвони, как эфир закончится. Машу асафитя апойк. Дигдон. Дерез хайлс Сайфулла. Какая может быть тема? Как всегда, о важном и нужном. Но если у вас есть какие-то вопросы, да, мне несколько человек задавали, честно сказать, по спискам, которые были даны о депортированных, дают разные списки. Историки говорят, что от 650 до 750 тысяч было чеченцев. Официальные данные списки по НКВД утверждают, что было 459 тысяч чеченцев и где-то приблизительно 1083 ингушей. И ауховских чеченцев, они как отдельности идут, тоже до 1070 тысяч. Вот. А историки дают данные 650-700 тысяч. Я, честно сказать, кроме того, что определенные лица говорят, что было, вот, кроме Хайбаха, трагических событий было очень много, что в разных местах убивали, что там якобы топили в Галанчурском озере и остальное. Разговоры есть, доказательных фактов только, как мы знаем, есть по Хайбаху, как таковое имеется в виду. Вот количество массовых убийств, я говорю. Поэтому по-разному. Я не знаю, не уверен, не уверен, что есть, конечно же, так, освободилась. Есть, конечно же, и те, которые утверждают прямо, что было такое огромное количество, что они могут по родным перечислить. Но вы должны понимать, любой историк, который ведет историческую деятельность, он должен опираться на какие-то данные. Если есть, не уверен, что чеченские историки собрали полное количество данных, сколько человек погибших осталось, похоронили здесь. Так, свободно. Так, что... 80 эшелонов, около 500 тысяч человек, лишенных в один день Родины. Рано утром 23 февраля 1944 года началось насильственное выселение ингушского народа. Тайная операция под кодовым названием «Чечевица» унесла десятки тысяч жизней людей. Это была одна из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. Это, конечно, очень интересно, когда говорят, что была депортация ингушей,
Говорят, депортация ингушей была, а название, говорят, депортации было чечевица. Это, конечно, что-то новое. Конечно же, дац или пастух Бог дац. Жа'у мадати пастух жауду. Беж ол жа'у ол ладаш вегу. Поэтому сюли Бог, Леон и дац. Я так понял, ты ходишь то к Марату на прямые эфиры, то ко мне тоже пришел, походу, да, сказать. Потому что вроде бы, алейкум ассалам, у Марата кто-то в эфире тоже вчера или позавчера там кто-то писал, а правда, что сюли Бога пастух, то есть никто... Есть разные версии, есть огнепоклонники, язычники, разные названия есть, но говорить однозначно никто не может, поэтому пастух обозначение на чеченском языке совсем другое. Поэтому прошу не вводить людей в заблуждение, не говорить того, что... Некоторые утверждают, что сюли, потому что они жили за Сулаком, Гойхой. Но тогда это автоматически неправильно, потому что их надо было называть тогда иначе. Поэтому думаю, что это тоже не подходит. На чеченском языке Сулак называется Вайхой, и мы его Сулаком никогда не называли. Яси Вайхой назвали Шуцет. Поэтому надо знать название, чтобы говорить. Ну, то, что якобы к зороастристам они относились, огнепоклонниками были, не знаю, почему якобы были огнепоклонниками, из-за этого называют, некоторые говорят. Это работу до сих пор никто не может назвать. Допустим, некоторые задаются вопросом, почему называют терских казаков волгасты. Потому что крепостные казаки, крепостные бывшие крестьяне, которые были крепостными, сбежали, жили на Астрахани, жили по Волге. Вот. И потом при возможности царь обещал им дать всем земли, которые после, и освободить их от этой тяжбы из-за этого. Поэтому Алласка их поэтому называют. Башлам 500 тысяч ингушей там было в ролике и десяток тысяч погибших. Я еще раз повторяюсь, никаких 500 тысяч не было. Я так понимаю, она хотела сказать общее количество выслан. Ингушей не было и 100 тысяч даже. Потому что по всем данным, как бы ты ни смотрел, по историческим данным, самое большое количество донат Хельчана Джафара Схайтер, ну, уже, когда кто-нибудь отправит донат, я обязательно зачитываю. Потому что для меня, как для админа этого канала, важно благодарить людей, которые поддерживают. Это такие же, алейкум ассалам, люди, которые пишут. Так. Никто не умалчивал, у нас говорить об ушах. Ага. Это значит, что наши цитаты закон вступит в силу, а он, как всегда, мучит полно. Так. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Ишла, удар фуму. Болда, шо. Ничего, да. Вот это. Он Добрый шо, он шо, смою. Дикура.
Башла, за мосите хукуш, короче, солнца в личку, умшда зваш. Писа комментарий, что отметит, вяж. Ногти чуважвал, но орство, ногчу бацу, Ингушетия ашвал, Ингушхол бацу, Дагестане Не, ашвал, но Сюлю это... хул. Нет, Кина это же алиям. Нис эрду еще раз я вам отметит, говорю. вяж. Умшли ваш. То, что касается орства, я не устал говорить и повторюсь еще раз. Я могу поклясться именем Всевышнего Аллаха, я лично, клятвой на Коране, то, что орство является частью чеченского народа, что это и есть нохчи, без всякого зазрения души, я в судный день готов перед Всевышним Аллахом ответить за это. Я лично готов. Тот, кто говорит, что нету, пускай докажет обратно. По крайней мере, за эти 4 года я не видел ни одного человека, который смог прийти и доказать мне обратно. Что касается Арстхуай, почему говорится Сюли Махкавим? Арстхуай делится... Не, спок. Башла. Масала аухой бат, Сюлю махулита, ногти чувашца. И Бог швыгет не свать. В корне. Я могу пояснить. Смотри. Орсквай, то, что вот это началось, до 18 года никто это никогда не поднимал. Это какие-то просто-напросто домыслы. Но с 18 года пошла тема, кто является Орсквай. Орсквай делится на 3 группы. Это не мы делим их. Они говорят. В Чечне они исконно шашбеш-буш. Шашбеш-шашабу, нохчи сансатербуш. Ой, нохчи кома, да, паду тохунду Орсквайбу. Цвечуа вала, нохчи и мержуа вала, мушкуа вала, бибациш. Белхуа вала, кебеш. Нохчи чуабеша, шашбешбу. То, что остальные там, допустим, кто живет в Аухе, не Сюли Махка, Аухе, Аухой Махка, и те, которые живут в Ингушетии. Аухой Махка беш частично, опять же, 99% царню абеш, шаш ночи буйху, чеченчду буйху, хабул. Шаш ночи датца царла, хохил датца царла. Это раз. Что касается Ингушетии, там немножко ситуация посложнее. Но поскольку мы не влазим туда, то есть за пределы нашего региона не лезем, они могут называть себя как хотят. И поэтому тига булчат, коловиду оршбеш была нагасан. Уайтер гумацаба. Тхуарства отдельно бубошбеш была, уайтер гумацаба. Тхуайна, что бошбеш был, тер гумацаба. Но мы знаем прекрасно, что в войнах это не национальность. Карабулаки это не национальность, чтобы было понятно. И то, что сегодня, если таким образом называть, мы можем сказать, акинцы это национальность, ирва это национальность, грубо говоря, ичкеринцы это национальность, шатойцы национальность, чеберлоевцы это национальность. Или атагинцы это национальность, а беркелховы то это тоже национальность. Вот ты нация у тебя, бердикельский нация, все. Ты будешь говорить, что беркел русо, он беркел хову, а беркел сам да сам эдуй. Никто не может никому не может запретить, понимаешь? Проблема в том, что почему это поднялась эта тема? Насчет Уарстхуай, это поднималось в 90-х годах, когда расходились. Опять же, эта тема немножко подняли ее, но в то время тема была именно, пытались чуть-чуть будоражить мелкий барсажин халакайбин. То отдельно дуй, и помил. За ночь, поддержка нашему каналу, пришло сообщение. За ночь из-за таком паршвай, алиштанах я этим шейх Бересил, да, садр. Так вот, я хочу объяснить. Вся эта тема поднялась не из-за любви к Арсхвай, или не из-за любви к Эхи, и не из-за любви к Мелхи и к Тиру. Вся эта тема поднялась только для одного. Потому что спорные земли были именно этих людей. Понимаете? То есть ты, Арсхвайец, о тебе начали заботиться, или о тебе начали говорить только тогда, когда решили, допустим, грубо говоря, твою землю, чтобы
сказать, что вот ты другой национальности, значит, эта земля должна автоматически перейти. Вот в их понимании это так. Но они не понимали, и они не понимали, и они не знали, насколько много Орсква Нохчичуа. Понимаешь? И точно то же самое. Из, допустим, вай юртарниша цара было. Нохчи больше цара было. Нохчи больше Орсква было. Нохчи больше эхки, ну, это ведь было. Нохчи больше галгай было. Нохчи больше галгай было. И поэтому мы этих вопросов не поднимали. Я не знаю, может быть из-за этого, из-за чего, но эта тема поднялась очень сильно. Потом, когда ты начинаешь искать глубже корни, мне присылали, я еще раз говорю, присылали, вот мы отдельно, но никто, ни один человек, ни один знающий человек, никто не сможет прислать что-либо доказывающее, что есть отдельная нация, допустим, или же Эхи, или же Орско, или же Иро, или же Мелхи, или же там, допустим, те же самые ишкиринцы отдельно. Шатоевцы, шароевцы, разницы яйца. Просто получилось так, поскольку первыми на пути стоят в Западном Кавказе были черкесы, адыги, у них спросили, как вы их называете. А они с нами были знакомы по Чечен-Аулу, я так понимаю. Так историки их не пытаются трактовать. И они сами говорят, мы их назвали отселение Чечен-Аул. Но сами они это название никогда не принимают. Они сами себя называют Нахчи называют они себя. Не Нехчи, не Нухчи, а именно сами себя они называют через А. Поэтому по старым нашим диалектам, таким как Шароевский, Чеберлоевский, Галанчевский или Кистинский наш диалект, на нем говорят через А. Нахчи дует. А уже в современном литературном языке мы говорим уже непосредственно через О. Ну, это 20 век, понимаешь? Поэтому, что бы кто ни говорил, мы просто-напросто, когда мы говорим об Орскве, и когда говорим, пускай Ингушетия они называются, как хотят, в Чечне они называются, как хотят, и так далее, и тому подобное, мы это говорим почему? Не потому, что это научно доказано, а потому, что есть какая-то политика. Ну, политика в каком плане? Политика не заходить в соседний двор, понимаете? В общем, укладать и на чечна проблем шииц. Или чечену абью, бутхоберкину, дикту, или устраду юртарниш, иштбу индийский поселки, иштбу, или пригородниш, иштбу, ховиштубу. Что таких вещей мы не делаем. Это нам не нужно. Поэтому мы придерживаемся какой-то политкорректности. Но только люди, которые думают непосредственно, думают узко, и которые занимаются местечковым сепаратизмом, они занимаются фитно и говорят, Гойшин, отдельно, Гойшин, у нас нету отдельного ничего. Пытаются придумывать флаги, опять же, я не отрицаю, что, возможно, если было Орштинское наимство, хотя я сомневаюсь в этом, отдельно такого наимства нету, Оршпай, допустим, поскольку мы знаем, я, может быть, вы не заметили, но вот в этой книге я обязательно прочитаю еще раз в этой книге прокламацию Борятинского. И когда эту прокламацию подписывали чеченские наибы, какие территории оставались, вы не услышали меня и не поняли, что во время царской России сказал Борятинский, который был генерал-губернатором на Кавказе, который пленил имама Шамиля. Я вам объясню это, видать, до многих не дошло. Вы просто прослушали это, но не поняли смысла. И к чему я это говорю? Поэтому, и вы поймете о чем. Поэтому Орсквай, то, что некоторые люди сегодня там рисуют разные флаги, там есть какой-то Чингачгук, который уехал в Европу, там берет символы, свой келкешниш, ширкешниш, он особенно ширкешнишка, он масра говорю, представляют издак, остающий видеоролик, что гемо генам, где? Масера и этих символов по всей горной Чечне насумятяют.
Не только эти символы. Символ, который взял Кадзоев Иса и поместил на индусский флаг, только этот символ есть, не граничащий с ингушетиями. В Чеберлое есть, в Шарой, ни Чеберлой, ни Ичкерия. Никогда не граничили с Ингушетией, понимаешь? Но они точно так же там есть. Понимаешь? Но мы сегодня не говорим и пхану подспуга хаяться. Это неправильно. Это неправильно будет. Почему? Потому что буквально лет 300 тому назад, если отбежать дальше, отдельно ничего нету. Может быть, есть какие-то хакары, ламаздяш, вахушки, багратионы, спагари, харбари, бошт. Они аж ерются. Ну, кто такой вахушки, багратионы? Ош каздаца, умаца, ош, лялё, нижги, юка. Динца, хутир, умаца, хил. Сейчас, это махкаса, хил. Свобошник, бакда лахат, свобошник, бакда хакар, хиш, тадуич, лахат. Су хади, пряхшу, вай тудри, вай мяхтри, вай халсек, нашаберша, хисан, лирш лабошки. Şey o şey el işte hani. O yazılmayı, yazılmayı. Başla. So, قطعة درس مو رياضة. Hens مثلا so type мужского, so say type нахтяни ингушетия получается любой чин связя, мой социально so ищется бол социально يول юг мете гергерлу لدر داس закон общения يتخونوقع. لكن تعتقوا حاول أن سوق أول أن تاشي شجرة واتي تاشي هر أتقومو سقيج قومو القصد ما يبوق درسه تون تاش دقة تونوش تو اسمه تباي مثلا جبرلوي حلوتوي ترتاي بنوق أوهن هر أتقومو يوم ديتر ده إنيسر يكون سو غلغي أغور بولشا ديتش يتون قيتسو مثلا تو أغور بو إردو إيش auch noch die Troll zu Deutsch ist dann do amel Zigabulcher sanna is Kuzabulcher do ich amel da hawa ete süetani dite qasti ana to qazo hayatin süet assalamu alaykum ba wa danata hayatini salam marshal do sodishni u ingushetia bismillah поддержка hayatin shal hayati maslaba وين يده يمشنار ولا يلا يبونير ولا Орст овуш, кома, ногчивуш, уйна бедати. Но тале бина хрюга, а тайфан мину бед. Со обсят мовал, Мансур. Обсят фудо, со эс бату, со вообще кан относиться дяш, он как он ишкиришь китай его шуксо. Шушадеш, голый тайп зубош, хадуичка, сюек и хилча. Зачем? Смысл какой это? Понимаете, Сунде, это не только и про Беной говорили, и про Чеберлой говорили. Поэтому такие разговоры, такие вещи. Ну, ас Бога, и именно это орство шейк аста дойт, это на тун халга риша топ, это дат, вахаруй, вожуй, сомилу Аллаха, ас эйс эрмадай, сохаруй. Хорому غلط شو إز إردو أسا إز إردو لا يعني سلور داري الشيء بيتنش لي لاش وقت يطلع صدق حدا برئيس хождения تان ولا да всегда была ситуация там самое худшее что они не понимают что все ученые немецкие французские испанские кто бы ни был они говорят это дзурдзуки это кистинцы они жили в Дарьяльского ущелья и по Андийские горы указать будут. То есть, Талеш Дина, Иришка Мой, из Сигарduinda Андуа Катчос Бершдуй, Шамял Берша, Цара Цаганду Алясинду. Так. Это Амаду. Позаха истализгин, ну, короче, сумоешь. Сома вейби датна чори вейком нюкаби. Цера дук из короче да гошит исуш. Гошит кара болбо. Цера ду, галриши ду, гумки ду, масер ду. У всех это. Но это, я бы сказал, знаешь как, Мансур, Зурс, да, лучшего канала, вот я донатятин, Иса, да, Садол, да, Буква,
это проблема маленьких народов, это болезнь, это только на самом деле очень глупые люди могут мыслить в таком масштабе. Понимаете? Вот в чем смысл. Почему? Потому что, несмотря на то, что они маленькие, то есть маленький тейп, кто бы это ни был, они все равно сами все начинают говорить. Мы сейчас продолжим. Сегодня эфир на самом деле должен быть бомбический. Выступление председателя парламента, что писали под ним, я вам расскажу. Я вам расскажу о Борятинском, который прокламацию. По этой прокламации какие земли должны были. И как эти земли отошли. И так далее. Это история. Но я что хочу сказать. Вопрос не в этом, Мансур. Ты говоришь, вот мы бы сами разобрались. Нет, не разберутся. Знаешь почему, Мансур? Потому что тебя не оставят. Потому что ты, то, что ты скажешь, допустим, я сонок чего, шавали дейшка дуинда. 1000 лет, 2000 лет, сонок чего, шварс повуш. Хадеш, сигар дуинган, чашар дуинда, хай лук, чиги нок чучу, уахоуш, чаш нок чиболде. Хабахтин был. И мы себя считаем, цапух веру. А вот, тебе голову запудрили, понимаешь? Твои отцы были неправы. Вы ошибаетесь. Вы несете неправду. Почему? Потому что они говорят, товарищ Мансур, да, ваши юртхо халарби, ваши живую гинвас, все, когда-нибудь хоть раз тебе, Мансур, вот ща, но чего, хокировин, а есть люди, которые там пишут, не являющиеся паствой, они говорят, вы запугали всех паствой, чтобы они сказали, что они ногчи. Пошла море, то Нагасан бухбал бой. Мир и процветание Санахтичу. Нагасан бухбал ваш хала. Это просто турнаш дич. Это море со слабый хамел, да, это слабый дум. Отдельно муатил без, отдельно культур хилиез, кидек хилиез я. Иштрицу. Аннаш дуй, хер дуй бошто. Амяз уже. И не сдаться. Проблема, Мансур. Вот это все делается для того, я вижу, что вы пишете, но я не могу догнать, о чем вы, что вы там говорите. Я хочу тебе пояснить одно. Проблема в том, что никому нету дела на самом деле какой-то национальности. Я тебе клянусь именем Всевышнего Аллаха, от тебя конкретно, как от личности, не нужно ничего, только одно. Раздробить народ и после этого уже экспроприировать земельные наделы, принадлежавшие твоим прадедам. Все, что нужно. Да. Но если в данной ситуации, если так говорить и если так делать, если каждый будет тейп национальностью, то это совсем другая тема будет. Тогда дробление будет не только у нас, оно будет у всех. И мало сестренка цвету. Да, а со результат соца олш сэг да элас кидек динас масала тайп наш олш пяча хилча орства олш пяча орчи киечна орчи соцами да се кират со хинс тим боле со Европе аусала ну да лишол шуса масала богдуса нага сам бух хаба би бух бо куду ишти кам хила не просто орство. Не просто орство, любой, если он мне докажет. Вот один чувак пишет у меня под комментариями, туда пишет, заходит, он мне говорит, вот напиши, сними видео, и докажи, что мы ваш тейп или тукум, сюек бахцу, что мы индуши ваш тейп или тукум, сюек бахцу. Но я никогда в жизни, во-первых, я никогда в жизни не говорил, что вы народ, что вы тейп, что вы тукум и все остальное. Нет, дела нет, я занимаюсь своей историей. Но задело, я тебе поясню почему. Задело в первую очередь что? Задело то, что я закинул ролик, в котором отвечал людям на вопрос. А вопрос заключался в простом. Были ли мусульмане осетины
были ли они наибы на стороне имама Шамиля, а это 20 лет истории Большой Кавказской войны, она касается нас, понимаешь? И вот на эти вопросы я написал. Да. Он говорит, а почему ты рассказываешь про осетин, говорит, если они не касаются тебя? И с этого это началось все. Мне не нужно никому доказывать здесь. Я просто говорю, если вы утверждаете, что есть отдельная нация, карабулаки, акинцы, шатоевцы, шароевцы, чеберлоевцы, атагинцы. Башлан, дец дали. Сега вопрос к муду гайон, сега отдельно анду боштал. Вопрос сега дюч, да, сами дас. Это вообще сами дас признать, что это духлек. Пошуду окей, буй боштал. Я не тебя, мы сейчас не от тебя говорим. Речь, то, что ты говоришь, это мини-проблема. Есть наиболее большая проблема. Ты думаешь, что Европе, а что? Есть люди отморозки, которые заходят, вот эти местечковые, идиоты, просто-напросто. Они конченые, дегенераты, идиоты. Понимаешь? Есть такие же люди, которые говорят, там, допустим, Ченти, Чеберло, Шары. Это местечковые разборки на уровне сплетен и баб, которые не имеют никакого образования, которые не имеют ничего общего, но ни с наукой, ни с этнографией, ни с географией. Эти люди просто-напросто убивают время и болтают. Поэтому я еще раз говорю, то, что касается в данной ситуации, ты абсолютно верно говоришь. Вы сами разберетесь, кому вас относится, кто вы есть. Но если ты говоришь, докажите мне, да. Допустим, мы сейчас говорим не о тебе и не о нас с тобой, не взаимоотношениях. Мы говорим о тех людях, которые, сидя в социальных сетях, разжигают и занимаются внутренним сепаратизмом. Ничего не стоит то же самое делать, допустим, мне что-либо. Если я захочу сделать, допустим, я тоже могу сказать, а вот эти к вам относятся, а вот эти к вам относятся, а вот эти к вам относятся. Но я этого не делаю. И я не прячусь. Там не пишу имя Макка, а сам мужского пола. Не ставлю туда разные аватарки. Я показываю свое лицо, поскольку я считаю, я говорю правду. Я разговариваю с людьми. Я говорю, если вы хотите, я тебя принял. Я то же самое сказал. И сегодня прислали мне ролик. Опять начали будоражить. Только как вчера ауховцы выступили на травном мероприятии, начали закидывать ролики акинцы, ингуши, а ролик Шоштук из Бирбена. Вчера выступление, а после него закидывают. Кто это делает, как это делает, неважно. Другой присылает, опять же закидывают. Почему? Потому что вчера было важное выступление, на самом деле. И это уже, я сейчас уже перейду к следующей теме, но если у тебя есть вопрос, я тебе отвечу, я зрителям уже объясню, почему люди начали это поднимать. В этом плане та проблема. Я всех. Ну, задашь, ты делаешь, короче, любой принятие берем. И что, это просто надо, отношения, шму, тайпа на акции, и все духовные отношения, ваш цены. Уж тебе больше есть человек, короче, мэр желаешь. Социальный доход, да, уже до номер, да, с телефон номера. И социальные отношения нормально, если масса дух беш суншаш, он бош беш бош беш. Уж более цала душа, короче, это нормально, буквально шлац. А инс, он цаураж дебнес, короче, не со исвол волвельч, не чем более все равно адуется, дуашется хит. Цунде сосайца амлило, а шо юки цамчу оли, короче, а мялди что воду, короче. Если хотят узнать историю, по истории, как все это говорится, пускай придут. Любой человек сразу можешь направить ко мне. Любого человека. Я не буду ни материться, я не буду ничего грубить. Я просто, как с тобой разговариваю, доводами,
буду с этим человеком общаться. Это открытый канал для любого человека. Но у меня есть единственное конкретное табу. Табу такое, который заходит ко мне в эфир. Я не хочу, чтобы он начинал говорить там. Во-первых, я нормально могу это воспринять. Хаязется, сидит провокатор, занимается маслабахса. Я гири бала, я гебель твой бала. Кто бы это ни говорил, пускай зайдет, показывай свое лицо, говорит. Что касается вас, у меня нету ни одного, и я не видел. Да, у меня есть очень много подписчиков в Ингушетии, которые себя называют и войнахами, и я с ними, со всеми на связи. Они мне присылают ролики. Они мне прислали огромное количество документов, касающихся Уарспа. Они говорят, как их земли были прибраны, и кем они были прибраны, как переселились, как села. Все это у меня есть. Мне это присылают. И это делают отнюдь не те люди, которые как бы хотелось. Но это история. Если вы хотите поговорить про историю, пообщаться, кому что интересно, пожалуйста. Заниматься политикой мне абсолютно никакого настроения нету. И разжигания. Так, собор дела. Ищет ситуацию. Мансур. Ассаламу алейкум. Ответь на мой вопрос. Мне и нас непонятно, как и почему. Очень любознательно. И в чем вопрос? Ответь на мой вопрос, ба. Мне и нас непонятно, как и почему. Что за вопрос, я не могу вообще понять. Ладно. İşte короче, هم دو هم ده تيوقي اگر وليلي تشوش ده سا مسارسي ويست تخيلش ديك تخولي هم دالش يوق متيجا دوكو زمان دمايا لي ويوقع مسارسي مثلا أورس واسي كل أو واسي كل يوق متيجا ده وغوشي تناخل سقام خلجه إيطاليا جاها يوم ليلو فتنش ليلو شو تجا نحتو بولت короче يوم ديت قدك ده تندرس اشتار وشاش أدلنا بوبا شغلها وبا بيدات سوسوازي ويرو جارجر لولي الوردوس نو هورا نش يمنينيو مش يمنيني يا تسوي تقار شيء هم شكر شلات أحسن يوخ أحسنيس دق تعمل أشتا داديتشا ها تجا أحزولي بيوم Ну, بدي это уже у меня يوم شيء تعهم تخيل شون دال تعهم تخيل شوا ودي ну, из уже бодигдича, это уже слабость, лишний раз показывает. Человек, когда не может привести никакой аргументации, он начинает материться, он начинает писать. Но обычно халил духатун, у меня часто бывают эти разговоры. Да. обычно был أنا أبو يوم لي الواش بس حول أوكي حول أجدي تو إيش نابو باشا سخان تقدم درس تقدم السلام عليكم. И как раз пока я сейчас буду отвечать на ваши вопросы, я скажу вам сразу. Сестра Таиса с Европы, ютубовская подписчица, поддержала наш канал своим донатом. Таис, да, Духьяхвел, да, Сейдуэлла, ты настоящий боец и воин, который всегда в каждом эфире по чуть-чуть всегда поддерживаешь, и это очень значимо, да, Духьяхвел, да, Ирисхиру. Так. Задавайте вопросы, прежде чем я начал. Хотел найти в прошлом эфире. Так. Где же этот был документ Борятинского? Башлам, правда, что Арестон держал отряд? Нет, неправда. Может, единицы были там, но не более. Неправда. Целый сахт эфире. Ну, если у тебя есть что-то интересное, Амин, ты можешь всегда зайти и, как говорится, тоже спросить. Никому не запрещено
задавать вопросы. Дальше. Где же этот был? Вот оно. Постановление, вспомнил, нашел. Это я нашел. Интересно, где я нашел документ этот? Ответь на вопрос, что мешает руководству Чечни поставить вопрос о реабилитации репрессированных народов Дагестана и Чечни. В частности, речь идет о Что мешает? Во-первых, ничего не мешает, и они подняли этот вопрос. Окей, оставим пока указ Борятинского, я отвечу по вопросу. Для меня это особо важно. Нехлай. Дать. Ну, к Шатуевскому кластеру он относится. Для меня, послушайте, Башлам, освободилась по очереди. Омар, я сейчас отвечу. Послушайте, политическое заявление, которое было сделано вчера председателем парламента, почему у нас в основном исторический паблик, но я загружаю время от времени вот такие выступления. Особенно важные. Насколько я знаю, это впервые заявление, которое сделано таким высокопоставленной личностью, имеется в виду публично в последнее время, которые подняли вопрос о реабилитации и возвращении. Уже 79 лет длится вот этот закон, который и принят. Да, уже возвращение 79 лет, имеется в виду закон о реабилитации чуть позже был, поэтому прошу не пытаться меня там говорить, что закон о реабилитации принят позже, там 30 лет, ему 40 лет. Суть не в этом. Люди, которые вернулись с депортации, прошло 79 лет. 79 лет, как они вернулись и не могут поселиться в родные земли. Руководство, что мешает руководству? Руководству не мешает ничего, и поэтому они заявили, поскольку аух и ауховцы являются частью, исторической частью, имеется в виду, этноса, чеченского этноса являются ауховцы. Они живут на своей земле, они живут в своих домах. Но сегодня территориально, что мешает конкретно, я тебе отвечу, сегодня территориально этот вопрос относится к Дагестанской республике Дагестан. Что касается земельного вопроса Осетии и Ингушетии, это в поле деятельности непосредственно Осетии и Ингушетии. Между ними они сами должны решать, понимаете? Я понимаю, почему, поскольку руководство Чечни сделало правильный политический, в этом плане правильный политический ход. Почему? Потому что они сказали не только вопрос, допустим, того же Ауховского района, почему не возвращается 2500 домов чеченцев с их землями, почему они не могут очистить свои кладбища, хоронить там, где хотят, почему там 99% в Ауховском районе в администрацию, 95% не могут поставить своих главами муниципалитетов, ауховцев и так далее и тому подобное. Это небольшое количество, как вы думаете. Это вообще небольшое количество. Да, я читал, якобы остальные национальные тоже, но Ауховский район существовал, его упразднили, он был. Ауховское наибство было. В историческом плане Аух всегда был. В отличие от других, которые только хотят создать. В этом есть разница. С другой стороны, когда возникает вопрос, как, допустим, было в 2017 году, вмешались чеченцы, опять же, председатель чеченского парламента, кто там еще выехал, решили вопрос, когда на бытовом уровне возник. Опять же, это часть нашего народа. Но в 1921 году, неважно как, каким образом, присоединили его к Дагестану. Он оказался в Дагестане. Поэтому прямое, а мы можем сказать федеральному центру, как это сделал председатель парламента, или глава, там, Мехтада сделал, и так далее. Они могут высказать свое мнение в плане, историческом плане, что это несправедливость. А вы знаете, что после вот этих вот слов, которые были, вы посмотрите, какие комментарии пишут. Наши так называемые, я не знаю, они ли это написали или нет, я просто вот мне прислали комментарии,
Ну, вот посмотрите. Вот я зачитаю просто парочку комментариев, которые мне прислали. Скала 06 пишет. Первое, никто не уполномочил вас, послушайте, это после того, что сделан был такой важный политический ход. Никто не уполномочил вас говорить об ингушах и об ингушских землях. У нашего народа также есть именно к вам претензии по территориальному вопросу. Второе. Данное высказывание является хитрой уловкой, дабы показать, мол, они переживают за ингушские земли, ингушский вопрос. Вы своими подлыми действиями показали, насколько для вас близок наш народ. Это не касается всех чеченцев, опять же, хорошие и плохие. А тех, кто стоял у определения границы 2018 года. Третье. Именно господин Гайрбеков, послушайте, не замы его, которые были ингушами. Именно господин Гайрбеков участвовал в передаче этих земель, тем самым вами сделанный мизерный шаг, чтобы инициаторами и основоположниками создания закона о реабилитации были ингушские патриоты, благодаря которым мы все можем говорить о реабилитации. Пятое. Наш народ сам в состоянии решать свои вопросы без ваших подсказок. Мы больше не хотим видеть ваши поездки с коврами в западную сторону. Спасибо. Это пишет один только. Следующее. Евло, нижний дефис, Айна пишет. Это значит, что Чечня лишится 3 казачьих районов. Представь, да? Это значит, Чечня лишится 3 казачьих районов. Это они пишут все под выступлением председателя парламента, который ходатайствовал о реабилитации пригородного района. Но по тому сценарию все пройдет, если закон вступит в силу. А он, как всегда, мутит воду. Понимаете? То есть они готовы отдать Сюле, они готовы отдать казакам, они готовы отдать кому угодно чеченские земли, но главное, чтобы это не было Чечней. Вот это только айсберг. И таких комментариев за один день тысячи. Тысячи комментариев. А ведь это историческое заявление. Подумайте, сказали, верните людям то, что там, какие-то вопросы. Я уже не говорю об остальном. Реально с мертвой точки сдвинется оно, нет. Как это будет рассматриваться? Может, быстрее пойдется, может, нет. Это будет видно. Но это особо, может, многие... Для ауха это просто-напросто особо важно. Очень важно. И все 200 тысяч ауховцев, которые есть и проживают по всему Дагестану, это новый импульс для них. Чтобы понимали, что Нохчи свой народ не бросает, и что они знают, что у них проблемы есть, и они могут вернуться в свои дома своих предков, на свои земельные угодья и так далее и тому подобное. Не знаю, кто как это воспринял и как это мог жить больном воображении у кого как сыграть. Но факт остается фактом. Вот. Что бы ни сказали, видите, я вам включил в первом начале, вот прислали мне ролик, новости, депортация 500 тысяч, депортация ингушей. Все выступления, говорит, операция называлась «Чечевица». Название поменять они не могут понять, почему она называется «Чечевица», они не понимают даже это. Это не ингувица, понимаете? Название этой спецоперации не ингувица, а чечевица. Это просто-напросто можно было бы даже поэтому понять. Зачем делить Чечено-Ингушетию или чеченцев-ингушей в слове «выселение»? Но видите, какую политическую неприязнь выдают. Вы наши забрали, ваш Гайрбеков. Теперь, оказывается, Гайрбеков наш. Но вы же утверждали, что Лам Эхте и Эхте не чеченцы. А Гайрбеков муслим был акинцем, чистейшим Лам акинцем. Когда ваши земли отдали, оказалось, что он чеченец.
Ногчи. Мы-то знаем, мы от него никогда не отказывались. А кто его был замом? Вы посмотрите выступления 90-х годов Бимбулатова, остальных, где они говорят про Гайрбекова, как они говорят. Что никогда взамен эти земли, это просто вами играет и вами манипулирует. Вот и все. Как юла. Хочу, кручу, куда хочу. Если люди этого не понимают, вас просто-напросто оболванивают. Для чего? Решайте сами. Баслам, сколько времени боролся с врагами чеченского народа шейх Мансур? 1780. 9 лет. 9 лет только. Без малого 9. Ну, деятельность свою проповедническую начал раньше, где-то считается приблизительно 10. А так 8-9 лет шейх Мансур, когда попал раненый в плен, то есть он в бессознательном положении, стена была обрушена, попал в плен в крепости Анапа, и после этого отвезли в Шлиссельбургскую крепость. Вот. Ему было 25 лет, кажется, 25 или 24 года, когда он начинал свою деятельность. Так, дальше. Строй не ломайте, так и так далее. Башлам, я из тейпа Ошрой, есть ли какая-нибудь информация об этом? Ошрой, Аллах Резхов. Есть. Это чисто чеченский тейп, который проживает в данное время, находится на территории Дагестана, Ауховского района. Вот, входит он, если я не ошибаюсь, ну, сегодня он входит Акинский тухум. Но если правильно сказать, он должен был входить в Орсхоевский тухум. Но поскольку все, кто проживает ныне в Ауховском районе, они даже без разницы, Цуантру, Миловала, они записаны как акинцы. Это плоскостные акинцы их называют. Ахкай тухум олвайцунах. Они входят туда сейчас. Масальнахил Аллах рейс. Дальше. Вот так, дальше, братик, так, дальше. Какие вопросы? Вот иду дальше. Башлам. И Осетия, и Дагестан, это Россия, и там живут граждане РФ. Я что, отрицал, что ли, этого? Ассаламу алейкум, всем алейкум ассалам. Вопрос, когда можно? Вопрос можно уже задавать. Я по мере возможности уже отвечаю. Так. Антипонт ТВ. Башлам, я видел ингушские башни изнутри, они с деревянными перекрытиями, межэтажными перекрытиями из дерева. Делает бесполезным этажность башен, так как захват, первый этаж подпилив. Они деревянные были у всех в то время, поэтому перекрытия деревянные были. Но не забывай, что захватить первый этаж невозможно было. Там некоторые башни по-разному. Первый этаж был полностью закрыт, а лестница поднималась на второй этаж. Если поднимаешься и лестницу поднимаешь, то подняться никак невозможно в башню. Поджечь и все остальное, это уже более поздно появилось. Башлам. Кто были эти ингушские патриоты, кто реабилитировал наш народ? Наш народ не реабилитировал никто. Они говорят, рассказывают о... В прошлом эфире я зачитывал вам. Закон о реабилитации подписан, пролонгирован. 6 чеченцев и 2 ингуша. На этой книге все есть. С учетом того, что Руслан Хасбулатов, первый человек, один из которых был за то, чтобы этот закон протащили. Хотя врали и говорили, что это не так. Башлам, старший брат, дай мне задать вопрос всем. Задавай вопрос. Башлам, вопрос про Риском. Многие не поняли, о чем просьба звучит целиком. Объясню. Риском в 94 году была такая сказка, байки рассказывали, что защитники президентского дворца, последние, там, не знаю, говорили 25, или, не знаю, некоторые говорили 100 человек, что все, кто последний погиб в Рискоме, когда там Дудаев и все остальные ушли, были ингуши. Якобы они последние держали Риском. И вот они погибли, а остальные ушли. Вот о чем речь идет. Но данная информация не имеет под собой никакого обоснования, потому что
определенные, может, единицы там были ингуши, я не знаю, я не был там. Но те, кто там рассказывал, говорят, что это полнейшее, то есть оставшиеся живых, и кто знает конкретно про эту ситуацию, говорят, что это чушь собачья и не более. Это то же самое, что говорить, что Бамут полностью держали ингуши. Почему старший, он еще молодой? И правильно они это пишут. Мы заслужили такое отношение к ним, потому что пока нас ненавидят, мы признаемся в братстве. Я Аллах, шадол, двухар, ночи, шут, фитнер. Все просто. Так, понятно. Так, сейчас кто прими меня в запросах. Дальше. Ассаламу алейкум, башлам алейкум. Правда ли, что Курский район Ставропольского края вернулся в состав Чечни? Всем мне присылают. Я не успел еще опубликовать его с моей фирменным логотипом фейк. Нет, это старая тема. Кстати, эта фотография тоже старая, они используют. Нет, это абсолютно фейк. Кто-то забросил. Для чего, я не знаю. Никакой информации. Я связывался, спрашивал у знающих людей, но я не нашел никакого подтверждения по поводу того, что этот район вернули. Там совсем буквально небольшой клин, который вклинивается с нами, территория между Моздоком и Чечней. Там есть пару селений, Стадеревское, Галюгаевское, кажется, 2-3 селения. Это небольшой такой острый кусок, который выходит на Терек, Курский район. Сам Курский район, конечно, он огромен, большой, если я не ошибаюсь, но данная информация не подтвердилась, и это неправда. Если было бы, конечно, я бы первый, кто это вам сообщил, и это была бы великолепная, хорошая новость. Но и некоторым, конечно, было бы инфаркт. Вопрос, в частности, об Аухе ДРСКУ. Об Аухе я ответил. Я отвечаю. Давис, Башлам, зря ты сказал это. Что зря я сказал? Мансур, что именно зря я сказал? Вопрос, почему после скорби памяти окончания мероприятия была лезгинка, теперь нет такого? Австрия, я, честно сказать, на данный вопрос я подтверждения нигде не нашел. Есть такое мнение, что якобы после скорби мы показывали танцы, показывали, что не сломить чеченский дух, что ногчи несломимы, и что какая бы беда ни была, мы ее можем перенести и показываем свое, как вам сказать, бесстрашие показываем тем самым, якобы для этого. Но подтверждения я нигде не нашел этому. Вот. Поэтому, что были где-то, что-то было такое, я никак подтверждения не... Ну, вот эта версия есть, как я тебе сказал. Опять же, это только полевой материал. Шейх Мансур вел не оборонительную войну, а наступательную в горах и не прятался. Он вел и частично вначале он вел и оборонительную, но и наступательную. Последняя была оборонительная, Анапу он оборонял. Башлам, тебе не кажется, что все эти комментарии пишут те, которые были воспитаны теми, кто должен возвращать землю? Не знаю. Всякое может быть. Я не понял, какие я не понял, какие претензии к Гайрбекову. Претензии якобы, что отдали пригородный район. Дело в том, что в то время был назначен Гайрбеков Муслим, там в комиссии он состоял. Но он не был заглавным, и он от него ничего не зависело. Об этом, ну, если вы хотите, я могу вам зачитать. Это здесь все есть. С этим вопросом никаких нету. Поэтому, как вы захотите, мы можем эти документы официально здесь зачитать. И кто там был, кто был заглавным, и кто был ответственным. Все это есть в документах. Бяхмадил Башлам, мой вопрос акцентирован заключался не в том, что мешает руководству Чечни поставить вопрос на уровне Госдумы России. Что мешает руководству Чечни поставить вопрос на уровне Госдумы России. Еще раз повторюсь. Если было сделано официальное заявление в этот день, ничего, как говорится, этот вопрос и дальше можно, кто хочет, может поднять его в парламент. Любой человек. Любой человек. Но опять же, закон принят. Там в парламенте, чтобы этот вопрос принять,
нужно было бы отнести. Но закон уже принят о реабилитации. Вы поймите, когда спрашиваешь об этом вопросе, они говорят, что закон уже принят, и он выполняется. Но он идет медленно, с финансовыми проблемами и так далее и тому подобное. Ни больше, ни меньше. Мы занимаемся, что-то тормозит, что-то не так идет. И все. Но это длится очень долго. Башлам, вайц дохчхен, ост хоймахкар, арбях, ну, как чеченцы, арбях кимабу, и ингуши в то время где были? Ингуши в то время были там же, где мы есть. Не забывай, что объединили. В то время смысла не было говорить отдельного. Почему? Потому что с 1934 года Чечено-Ингушетия была одним регионом. В то время не было никакой выгоды. Мне еще одна тема, которую мне прислали. Скрин прислали от Чернового Балабола, где он говорит, вот доказательство того, что Гайрбеков насильно хотел поселить, послушайте, Гайрбеков насильно хотел поселить, там фамилия была, то ли Яндеев фамилия была его, то ли какая-то ингушская фамилия была, и там было написано, подписано Гайрбековым поселиться в Наурский район. Наурский район. То есть за правом земельный участок, просто этот дебилоид не понимает, что там не сказано, что взамен пригородного просто-напросто было запрещено селиться. В первую очередь в Чеберлоевском районе, в вторую очередь в Шаройском районе, в третью очередь в Галанчевском районе. Потом дальше идем. Также частично в Итун-Калинском районе запрещено было селиться. Запрещено было селиться частично в Джайраховском районе и в пригородном районе. Все горная часть запрещено было селиться. И это не из-за пригородного района. Поймите вы. В горную часть запрещали селиться, чтобы они не поднимали вас, чтобы управлять было проще. Ну не глупите вам, не верьте вы в эти сказки. Идиот просто, баран написал, там подписано Гайрбеков, поселился, чтобы в Наурский район. Сегодня ты приходишь и говоришь, мне жить негде. Сегодня, представим, мне запретили селиться в Бяркино. Я прихожу к властям, в данной ситуации Гайрбекову. Я говорю, мне селиться негде, у меня нету дома. Мне запретили в это село селиться. Освободило что-то. Мне запретили селиться. Я говорю, мне нужно со своей семьей где-то жить. Где я могу поселиться? И мне говорят, подписывают и дают, говорят, вот селись. Хочешь, можешь поселиться. Хочешь, можешь отказаться. Грубо говоря. Езжай. То, что есть, тебе дают. Если нечего, то и смысла нету, понимаете? Они эту бумажку взяли, заскринили и показывают доказательства. В чем доказательство? В том, что Гайрбеков дал земельный участок и сказал поселись в Наурском районе? В этом доказательство. Если у тебя есть закон, ты реабилитирован народ, у тебя прав вообще никаких нету. Вот ты только вернулся, ты не можешь возмущаться и говорить, я хочу поселиться, нет, мы туда поселимся. У тебя стоит закон, где запрещено написано. Или идиотом сегодня, вот до сегодня, представьте себе на секунду, сегодня ФСБ тебе запрещает селиться в Назране, грубо говоря, или в Грозном. Вот сегодня, раньше КГБ было там, или НКВД было, сегодня там, допустим, ФСБ говорит, запрещено селиться в городе Грозном или в городе Назране. И ты поселился там. И если ты попадешься или МВД, или другим спецслужбам, или кто бы ни был, тебя приведут, скажут, ты почему туда поселился? Вот постановление, где запрещено тебе селиться туда. Ты не имел права этого делать. И тебя посадят. Это твое собственное решение. Хочешь селись в Наурский район, хочешь не селись в Наурский район. Суджинский же район, вы же поселились все? Все как один после того, как пригородный район, эта ситуация, просто заселили просто-напросто северную часть Ингушетии. Там, где в основном были орства. Разве нет? Новый Редант, не Редант, разве не так поселились? Но это не только у вас. Допустим, на Жиртовском районе произошли оползни. Люди оттуда спустились. В советское время, это 80-е или 70-е годы. Они попросили, договорились с
с селением Комсомольский, Бердикель, моим родовым селением, и сказали, мы поселимся на этой определенной части, на плоскостной территории, выделили им участок и сделали селение, новый центровой, на бердикельских землях. Сегодня это отдельное село, но они все нажаевтовские. Власть куда хочет, туда и селит. Она выдала разрешение. Ну, какие-то процедуры между местными жителями и всеми остальными происходят. Вот так это и происходит. Уверен, что Жайраховского района тоже так же спустились. Не все, может, спустились в основном. Сам видел, так, брат, выбери себе гаплогруппу, Курский район, как пол Чечни. А почему тогда не притащит закон по пригородному, даже не просят, бах? А надо сдать биг-тест, так, говорится. Мрачный лесоруб. Говорит, ну, ингуши говорят, что у них за 2 чеченские войны погибло 20 тысяч. Странно, не знаю, может быть. У меня нет таких данных. Башлам Бяхтин был вопрос об Аухе и пригородном. Мой вопрос был акцентирован об выступлении Даудова. Что мешает руководству Чечни поставить вопрос о реабилитации на уровне Госдумы России? Еще раз отвечаю тебе. Еще раз. Закон о реабилитации принят. В Государственную Думу поднимать этот вопрос нету смысла. Там уже принят этот закон. Это принят в советское время этот закон. Его нужно исполнить. А исполнение лежит за правительством Дагестана. И когда ему говоришь, они говорят, есть какие-то проблемы, которые мы решаем, и этот вопрос решается. Что я непонятное говорю? Понимаете вы или нет? Башлам. Пачхал Кьери и шейх Мансур под объединение типа имамат. Яцер, Пачхал Яцер. Он такой более голосовых яттарш на Мегардари. Мегарду Агдала. Башлам, есть территории исконно наши, которые присоединились к Ставропольскому краю. Туркой Умар. Смотря вопрос, про какое время ты говоришь, Туркой Умар? Время определи, я тебе скажу, есть или нету. Черту эфире, вау, саму доллар, да, что и так далее. Наш эфире, аварга. Так, наш голосовая, так. Так, черту. Башлам, кто отдал часть казино? Часть казино отдал Боков Хаджибек. Это Баркал Дайрез Хулил, Масана Хулил. Башлам, Оштвац Ирбохшхайна, Цигах Галгай, Хил Бац, даже близко. Хатсун, я знаю. Ой, ночью Махтюк, Ахат Юрский Дешли Шунду. Но потому что в свое время это был международным языком. До того, как здесь появилась царская Россия. Башлам, в каком году их переселили в аул чантийцев? Ангушт. Я не знаю, я не говорил. Башлам, если у тебя есть книжка про шейха Мансура, то самая старинная, какой датой была выпущена. У меня книга про шейха Мансура старой нету. Есть документы какие-то архивные есть. И про шейха Мансура книга зеленая есть, но она 90-х годов. Только тогда начали более или менее наши ученые говорить об этом, то есть разрешили. А до этого он же был неким революционером, и рассказывать о нем было запрещено, наверное, своеобразно. Уже пророком, точнее. В советское время это атеистическое государство, и никак невозможно было объяснить бы про шейха Мансура, поскольку он призывал к исламу. Сколько они мечтали, иншаллах, или он садает. Юрт, Валяш мой, так, Даша, братик, у тебя звук выключен. Ты кому говоришь, я не знаю это. Башлам, Сунжинский на тот момент ЧССР, ну, Чечен. Башлам, а Сунжинский на тот момент был ЧССР, ну, чеченский, да. До 1934 года часть Сунжинского района, то есть эти 8 селений, которые оставили после 2018 года, была чеченская земля. Башлам, сколько тысяч ингушей беженцев приняла Чечня после 1957 года, Аушев, 1957 года
Аушев говорит 120 тысяч, правда ли это? Правда. Но он говорил не после 57 года. Он говорил после... В принципе, да, если можно сказать так. Может. 120 тысяч там были, имелось в виду не об этом. В Чеченской Республике до 100 тысяч проживало ингушей. Вот. В основном Грозный и в пределах Грозного. Дальше они не захотели. Но отказались ингуши. Селиться в Наурском районе, селиться в Шелковском районе. Отказались, потому что они не были промышленными. А все, несмотря на то, что старый Русик несет чушь и говорит, что якобы никогда от чеченцев ничего хорошего нам не было, эта старая маразматичка врет, конечно же. Почему? Потому что, а я иначе назвать его не могу, извините, даже с его возрастом, потому что он оскорбляет. Самые хорошие жирные места, опять же, ногчи не возмущались этим, были за ингушами. Директоры, замдиректоры и так далее и тому подобное. Поэтому не надо врать. Это все знают. Даже в колхозах лучшие места были у ингушей. Не надо врать и рассказывать байки, которые не существуют. Это раз. Во-вторых, что касается 120 тысяч, там речь идет о пригородном районе. Они вернулись и двойными беженцами обратно. Вот о чем говорится. 60 тысяч. И плюс отсюда ингуши, когда началась Чечня война, они отсюда 60 и оттуда 60 уехали. Вот о чем шло. О 120 тысячах. Конечно же, мы верим больше Руслану Аушеву, нежели чем болтунам, которые не показывают ни своих лиц, ничего. Потому что он был первым президентом Республики Ингушетия. Первым президентом. И он владеет намного лучше и больше информации, чем все остальные рассказчики. Поэтому мы верим, само собой, Руслану. Исполнение не решать за Дагестаном, а за Россией исполнение так точнее. До кого как сюда появилась царская... До кого как сюда появилась царская Россия? Не понял я вопроса. Башлам, такие влиятельные люди не могут решить вопрос Ауха, пишет Омаша, как чеченцы решили в 1957 году восстановлять ЧССР. Не понял вопрос. Башлам, такие влиятельные люди не могут решить вопрос Ауха. Я не могу тебе понять. Послушайте, вопрос Ауха поднимается и говорится, и обсуждается. Но у каждого есть свое лобби. И кто как лоббирует его, наверное. Вы не забывайте, еще раз я вам хочу, чтобы было понятно. Чрезмерное, мы как отдельный субъект не имеем права вмешиваться в какие-то постановления, исполнения законов и так далее. Тому. Мы можем указать, мы можем посодействовать, рассказать, напомнить. Но дальше это федеральный центр решает и решает Республика Дагестан. Послушайте, в законах так не бывает, поскольку это не наша территория. Если бы это была бы наша территория, это решало бы наше руководство и все остальное, понимаете? Но это зависит от парламентариев, от правительства Дагестана и тех, кто представляет его в парламенте, в правительстве, не знаю, сенаторы дагестанские. Они должны это решать, если они решают. Если нет, со своей стороны мы можем только сказать, напомнить, историю рассказать, повлиять вот только таким образом. А вмешиваться ни в этот процесс, ни в процесс пригородного района, конкретно имеется в виду вмешиваться там какие-то законы там определенные. Мы не имеем. У них есть свой парламент, есть свое правительство. У них есть свой парламент, свое правительство. Мы решаем вопрос только по границам, то есть свои. Вот вопрос, когда сказал Даудов, в 12 часов ночи мы готовы решить проблемные вопросы, там, сколько там, 2000 гектаров, которые есть между Дагестаном и Республикой Чечня. Что произошло? Они сказали, мы замораживаем этот вопрос, потому что там подняли, что-то там их не... То, что они взяли земли в аренду, прихватизировали, это все стало жалко, конечно. Но сегодня даже некоторые юристы говорят, то, что Боков Хаджибек сделал в 1983 году, и оно считается незаконным. Но опять же, документов я не видел, кроме как карт, подписи, печати. Но насколько это является
неправильно, неправильно. Это вопрос не историки, не блогеры решают. Этот вопрос решается на правительственном уровне. Вы должны это понимать. Комиссия, они должны это решать. Мы это общество, которое мы можем обсуждать это. Но, опять же, я говорю, там должен был быть такой же референдум, чтобы в 1983 году Боков Хаджибек отдал часть казино, там, часть каких-то земель Дагестану, андийцам, там, допустим. На каком основании он сделал, или у кого он это спросил, я не знаю. Было это тайное решение или нет, я не знаю. Опять же, должны быть документы, сохранились ли они, я не могу сказать. Но сама правда, что Аушев папкой кинул в президента России, потому что его уволили. Нет, неправда. Чувак, в местах, да. До выселения в этих 8 селах только ингуши жили, или в большинстве. До выселения в этих 8 селах только ингуши жили. Где? В каких селах? Башлам. Башлам. Ты харчхайна, тейп нахляться, камилаш хазасун. Зандхо говорят, что тейп это Зандхой, село Зандхой, и это разное, вообще в разных местах Зандхой, это стейпа Зандхой, село Зандак. Еще раз, Зандхой, Зандхой, Зандак, Юрт, это одно и то же, Цутейп Нухайну. Разные, я не знаю, что там, кто там говорит, но не более Башлам. Ну, Сюли могут считать, что хотят, но это исконно чеченское озеро. Высокогорное озеро чеченцев. Казиной Ам. Сюли могут болтать все, что угодно. Но я не буду обсуждать, что там находится за лайхи, это может им принадлежать. Но Казиной Ам ни на йоту не принадлежит им. Поэтому это мое личное мнение. Я так считаю, и я так говорю, поскольку я это знаю. Вот. В этом вопросе. Что касается раздербанивания ауховских земель, оно было то же самое. За счет того, что вот эту часть отдали, Боков Хаджибек отдал Дагестану, положение ауховцев стало тоже немножко сложнее, потому что в клещ не загнали их, понимаете? Там еще Ленин-аул, Калинин-аул, там переименовали, я не знаю, Ярекс аухи, Акташи, Юмацун, еще Нохчи Матаич. Они никогда не были Казбековским районом. Дали Казбековский район название, этому дали. Это все ауховские села, они были и есть и остаются. Не знаю, почему сейчас как-то переиграли или что-то. Какие там заинтересованные люди, я не могу сказать. Но они всегда были и есть ауховские. Ауховская земля стала настолько, зажали его, сделали его маленьким. А так, между речи Терека и Сулака, все было за ауховцами, акоками, акинцами, называйте как хотите. Но раньше они были там, совместно с остальными ичкеринскими тейпами. Все решено, им дали такие же земли возле моря, или дали, но туда они отправили одних, другие остались только. Я знаю, что происходит, я знаю по документам, все это у меня есть. То есть для меня это вообще, как вам сказать, для меня это не та информация, которую мне нужно рассказывать. Я слишком хорошо знаю. И об этом, и об сунжанских границах знаю. И Мохник Уаштадык Хасон, Шукерский район. Мохчиматамок, Мохник Уаштадык. Многие не знают это, но Мохник Уаштадык. Но Мохник Уаштадык. Вот. И про это знаем. Поэтому мне рассказывать сказки не стоит. Но там есть некоторые, или там потомки нуцалов, которые говорят, надо напомнить. Но если напомнить, до того, как распалась Терская область, границы существования нужно посмотреть. До того, как она распалась. И интересно, конечно, по Борятинскому указу, я тоже, напомните мне, я про прокламацию Борятинскому, и по этой прокламации кому и какие земли, в принципе, отдали, мы можем рассказать. В тех селах, которые в 2018 году оставили 8 селах, кто там до выселения жил, ингуши, до выселения там в основном жили
Уарствай, Нохчи и Гала. Жили вот так, разброс. Поэтому вот так. Есть территория исконно наша, которая входит сегодня в Ставропольский край до того, как царская Россия пришла в Чечню. Нет. Нет. Более ранние периоды мы можем говорить. Ну, если только Курский район. Опять же, часть вот этого, Стодеревская, Старогладовская, вот это можно сказать гипотетически. Опять же, не согласны будут адыги, потому что у них была, в основном мы граничили только с адыгами. Ну, те же кабардинцы, это адыги. Вот мы с ними граничили. Но вся тема у них была там, как у нас за Наурским районом и Шелковским районом была степь, Ногайские степи были. Просто я вас спросил, период скажите какой? В царское время нет, до царского прихода. Вот наши границы я вам сказал. Что касается Курского района, это фейк. Это фейк. А так, да, если мы говорим во времена Хазары и так далее и тому подобное, конечно, мы знаем, что говорит там до реки, река Кума там доходили и тому подобное, это уже совсем другая история. А так, не забывайте, что время разное время. Да, были земли за Тереком, но там идет речь о Наурском районе, и вот с Наурского по самое Каспийское море в эту часть земли были. И граничили, в степях граничили только с нагайцами. Но нагайцев сократили, как сократили это, ну, их стало меньше, так сказать. Калмыки отошли назад тоже. И вот то, что есть, вы увидите. Эти земли до самого и крепость Кизляр заложили по Тереку, как вы знаете, все. Башлам по-хорошему несколько лет не понимают, что еще по-хорошему не понимают, что еще остается делать. Сейчас не получится, не получится, что не получится, не получится. А когда не было никому помощи, сколько они наших парней без причины истребляли. Вопросы я, конечно, не понял, а я подумал, что на сторону пошли на землю. Нет, нет, это фейк. Я не знаю, для кого, как и зачем это выпустили, но это не имеет под собой никакого основания. Нигде этого не обсуждалось и такого нет. Я не знаю, почему кто. С калмыками мы граничили, да. Получается, что граничили, конечно. Потому что набеги делали, они были ближе всего, и поэтому их со времен Петра Первого направляли против нашего народа. Конечно, граничили с ними. Вот время, какое время, вот тут уже, конечно же, надо смотреть. Возможно, калмыки были намного ниже, ближе к нам сегодня, чем тогда. Но калмыков тоже сократили. И калмыки тоже были депортированы, не забывайте. И сегодня их это очень маленький народ. Но они считается, что они прямые тоже потомки чингизидов, то есть монголов. Ну, сегодня они могут и обидеться за это, но факт остается фактом. Как и нагайцы. Надо для прикола карту с Курским районом. А у меня такой карты нету. Башлам, насчет Брестской крепости скажи, кто ее держал? 400, да чушь это собачья. Держали ее Новчи и Алга там тоже были, видать. И все. Ничего там рассказывать, никаких 400 ингушей там не было. Это тоже чушь собачья. Новчи, Алга, Халтига. Все. Что Гитлер поставил памятнику последнему защитнику там крепости и все остальное. Я ничего подобного не слышал, не знаю. Может, у кого-то есть об этом информация. У меня нету такой информации. Честно, нет. Вот. Нет, запросов нету. Если были бы запросы, я бы сказал. Кто отправляет, тому я отвечаю. Он
Вот. Ибрагим, если есть в Ютубе вопросы, задавайте. Расширенная тема. Ну, послушайте, почему никто не возмущался, когда депортировали чеченцев, Грозненскую область доходила до Каспийского моря? Не было никаких возмущений ни у терских казаков, ни у тем более у дагестанцев Сюли. Не было никаких возмущений. Я понимаю, что Сюли нужно земли, плоскостные земли, потому что их с гор спустили вниз, они размножаются, им нужно все больше и больше плодородной земли. Но, опять же, никто им не запрещает сегодня. Селись в горах, селись на равнине, никто не мешает. То, что они когда-то жили в горах, а сегодня решили спуститься на низовье и начали говорить, что Шелковской район наш, да он никогда не был Сюли. Никогда. Если бы кто-то что-то мог сказать насчет периода там 13-14 века, это единственный, кто может говорить, это нагайцы. Больше никто не имеет права за Шилковской район вообще что-либо говорить. И терские никто не имеет. Терские казаки точно так же пришли туда. Вы знаете, о чем я думал? Я думаю, что ингушей вообще нужно оставить. Даже не упоминать вообще. Даже если спросят нас о них за пределом Крыма, отвечать, что не знаю. Неправда это. Там были чеченцы, 300 человек и около 100 ингушей. Ну, в чем неправда? Ты говоришь Зурабовишвили или как там, я не знаю, как тебя зовут. Там было 100 ингушей, было 300 чеченцев и 100 ингушей, я не знаю. Я знаю, что там в основном были новчи, небольшое количество ингушей было, я знаю. Но опять же, в то время не было такого понятия отдельно новчи, отдельно Алла, не было. Была Чечено-Ингушетия, были в то время знаменитые войнахи. Вот и все. А кто там был, какого тейпа там был, этого я сказать не могу. В принципе, такие глубокие исследования никто не делал по этому вопросу. Никто. То есть, какому тейпу они были. Это, я не знаю, чтобы кто-либо установил все 400 фамилий. По крайней мере, я пока не видел. Но будьте уверены, если даже этот список есть, то там числа совсем другие. Не то, что разговаривать. И это то же самое, как и по Риском. Но люди, понимаете, это люди настолько зомбированные, которые рассказывают про красный ковер 200 метров и так далее и тому подобное. Они показывают расписку, подписанную Гаирбековым, якобы Гаирбеков, отняв пригородный район, отправляет ингушей в Наурский район. Гаирбеков звено, среднее звено в этой комиссии, в этой иерархии назначили там. Сегодня, хорошо, окей. Сегодня Калиматов, да? Вы думаете, если Москва что-то скажет, Калиматов может что-либо сделать вообще против федерального центра? Вот Москва дала указание, ну, допустим, не знаю, там, Малгобек там переименовать. Вот они говорят, больше это не будет Малгобек, это будет, я не знаю, там, город какой-то воинской славы, там, звездная, там, не знаю, орбита. Москва дала указ. На местах Москва, федеральный центр, это те государства, которые руководят, это федеральный центр. Они сказали сделать, и здесь на месте сделали. В то время было меньше прав даже, чем сегодня. Сегодня это еще можно референдум, там общественные организации поднять и все остальное. Но в то время этого всего не было. После реабилитации как таковой не было никаких рычагов. Если бы были в то время рычаги, была бы возможность, вернули бы. Вернули бы, сказали бы, извините, давайте вот решим этот вопрос там-то, там-то. Но не решался вопрос. Не могли. У
него не было таких сильных полномочий, как многие рассказывают сегодня. Отдал так, Кавдаламид, что ли, какой-то завод отдал, не отдал там. Отдал он это Осетии, не отдал. Ну, что это за разговоры? Ну, кто может отдать или оставить, если решает федеральный центр? Федеральный центр скажут зачистить, будут зачистки. Скажут красный флаг поменять на белый флаг, поменяют на белый флаг. В то время это не та власть, которая сейчас была. Вы представляете, за 1-2 дня 500 000 населения просто собрали в скотские вагоны и отправили в степи Казахстана и Киргизии. О каких правах или что там, кто там мог делать, вообще несете? Что за идиотизм? Да, сидеть болтать можно каждому сегодня, потому что позволительно. А в то время, вы думаете, наши историки не хотели бы говорить правду в то время? Не смели. Не смели. Боялись. Да и в советское время при Сталине боялись все. Это после смерти Сталина, когда пошла оттепель хрущевская, начали люди говорить. А до этого боялись. И сегодня некоторые сюли говорят, вы там предали, поэтому вас выслали. А Осман Губеке был. Какой национальности он был? Или те бандиты, которые были с ним? Они что, не помогали немцам? Да нет, помогали. Помогали, его взяли. Обвинил, сказал, чеченцы. В основном, говорит, кто бы первый принял немцев, это были бы чеченцы. Сюли был Осман Губе. Официальная новость, посмотрите, есть. Тех, кто поддерживал немцев, были и осетины были, и ингуши были, и чеченцы были, и сюли были. Но это были отголоски тех людей, которые не соглашались с советской властью. Или их потомки, которые были недовольны раскулачиванием. Они были, возмущение было у народа. Непокорность была. И кто бы что сегодня не говорил. А правда, что они переименовывать будут республику? Во что? Кто? Не знаю. О чем речь. Занхуай я сравнивал только с одним тейпом. Занхуай это те же самые, есть ученые, которые говорят, что это вот Заур как появился сразу. Давно тебя не было, Заур. Поддержал наш канал Заур. Занхуай только сравнивали с одними. Валикум ассалам. Сравнивали их с Зурцхуай. Занхуай, Зурцхуай, что это те же самые дзурдзуки. Вот с этим было сравнение. Есть ученые полагают, что Занхуай на самом деле это те же самые Зурцхуай. То есть дзурдзуки, тейп дзурдзуки, который был. Я не знаю, об этом я говорил, об этом говорит и профессор, кандидаты, доктора исторических наук наши, они говорили, что оно есть, такая версия. Ну, другого я не знаю. Это чисто ногчий тейп. В чем причина, я не могу понять. Это не маленький тейп, это большой тейп, который проживает на сегодняшний день по всей республике. По всей республике. Это не маленький тейп, еще раз повторюсь. Занхуай это большой тейп. Конечно, если я сяду и буду рассказывать про каждый тейп, хвалить, конечно, будут и донаты, и поддержка будет. Но я пытаюсь не про тейпы поднимать вопрос, а про историю нашего народа. Поэтому, кто заходит там иногда. А если я целенаправленно буду вести, конечно, про определенные тейпы, каждый там, кто за этот тейп будет топить за это. Такие вещи есть, я это тоже знаю. Ну, такой у нас, как говорится, народ, что тут уж поделаешь. Ничего тут уж не поменять. Что есть, то есть. Вот. Поэтому, что касается большая лажа, касающаяся Гарибекова, большая лажа, касающегося особенно, ну, послушайте,
человек, председатель парламента заявил о том, что Чечня, народ, Нохчий народ, знает о законе, который принят, закон о реабилитации, знает об этом, знает об этой проблеме и знает, что уже 79 лет не решается вопрос ауховцев, а также вопрос по пригородному району. Закон о реабилитации не могут реабилитировать и вернуться в свои дома. И вместо этого пишут: мы вас не уполномачиваем. А вы кто такие, чтобы кто-то уполномачивал? Кто ты такой вообще? Кто считает себя братом, тот и сказал. По крайней мере, он не пишет депортация чеченского народа. Такой оплошности у нас. И в наше телевидение говорят, что депортация только чеченцев. Не знаю. До этого года никогда не говорили. Говорили депортация чечено-ингушского народа. Или депортация многих народов. Сейчас точнее скажу вам. Так. Дорогие друзья, ошибаюсь, не у меня забудьте должно ставить быть. лайки и Давайте я вам- подписаться на канал, Так. кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Переселенцы, выселенные. Выселенные. Немцы 1 миллион 224 тысячи. С Северного Кавказа выселенные. Я вам называю количество. Чеченцы, по официальным данным, 498 452. Это официальные данные, которые опечатаны в документах. Ингуши, всех вместе взятые, 81 тысяча. Карачаевцы, 63 200, 63 300, карачаевцы, 63 327. Балкарцы, 303 214 человек. Другие кавказские, 1676 тысяч. Честно сказать, я не вижу здесь сюли, которые говорят, нас тоже депортировали. Здесь нету ни кумыков, нету ни даргинцев, нету никаких других национальностей, которые говорят, что их депортировали или выслали. Таких списков нету. Это контингенты спецпереселенцев. Здесь есть это на 1 января 1953 года. Я зачитываю официальный документ. Немцы 1 миллион 220 тысяч 931. И дальше я вам перечислил. Дальше смотрим. Из Прибалтики литовцы 81 тысяча, латыши 39 тысяч, эстонцы 19 тысяч. Из Грузии депортированные, высланные турки-месхетинцы 86 тысяч 663. Турков-месхетинцев больше было тогда, чем ингушей. От них курды 46 790. Дальше. Демшилы, кажется, или хемшилы, или демшилы, я не знаю. 8843. И другие 1397. Калмыки 81 тысяча. Это столько, сколько официальные данные. Официальные данные, чтобы было понятно. 81 тысяча. Так. 81 тысяча. Но здесь есть второе. Находились в наличии написано. И тут небольшие другие числа, конечно же. Ну да ладно. Находились в наличии. Что это обозначает, я не знаю. Но я так понимаю, начало высылки определенное количество. Видите, 500 тысяч чисто чеченцев было. Угу. Они говорят, что по дороге погибло 10 тысяч. Ну, 10 тысяч человек минус реальные числа и нереальные. Ингушей, спрашивают здесь, сколько ингушей депортировали, Башлам. Ингуши
83 518. Но доехало 81 100 человек. Численность расселения. Так. Было арестовано, сколько было. Давайте посмотрим. Чеченцев арестовано 9227. Немцев арестовано 14 667. Ингушей арестовано 6009 человек. Карачаевцев арестовано 2397. Балкарцев арестовано 478 человек. И последний, кто там после балкарцев? Другие написано там. Другие, под другими я не знаю. Там вообще маленькое количество людей. Вот так вот. Вот это официальные данные по контингент спецпереселенцев. Страница в конце 1952 года 9-е управление МГБ СССР, введение которое находилось спецпереселенцы, провело подробную перепись вплоть до недавнего времени материала этой переписи были скрыты от исследователей. Теперь, когда доступ засекреченных архивных документов, ну и так далее и тому подобное. Дальше. Так. Дальше есть. Прошу прощения, чтобы было понятно, кого еще переселили. С Черноморского побережья переселенцы, кого депортировали, выслали. Греки 37 тысяч. Дошнаки 15 тысяч. Турки-месхетинцы с побережья Черного моря 1794. Другие и так далее. Дальше смотрим. Власовцы 56 746. Поляки 36 тысяч. Из Молдовии 35 800. Молдаване, походу. Кулаки. Подразделения. Это полные списки. Кулаки 24 тысячи. Кстати, туда входили и ногчи тоже. Кулаки из Литвы 18 тысяч. Из Прибалтики 14 тысяч. Из Грузии 11 тысяч. Из Молдавии 9 тысяч. Яговисты 9 тысяч. Из Краснодарского края Ростовской области 6 тысяч. Западных областей Украинской ССР 5592. И дальше. Иранцы 4000. Андерсовцы 4520. Кулаки из Беларуси 4431. Басмачи 2747. Кабардинцы 1717. Адыгов, кабардинцев депортировали. Они среди высланных. Их 1717 человек. И они идут отдельно. Я не знаю, почему их среди кавказцев убрали, отправили отдельно, я не знаю. Кулаки из западных областей. Украинской ССР, из Псковской области, кулаки из Измайловского и так далее и тому подобное. Места спецпереселенцы проживали в 49 республиках, краях и областях. Вот наиболее крупные места. В первую очередь. Казахстан. Туда переселили 988 373 человека. Узбекская ССР 188 тысяч. Красноярский край 151 502. Киргизская ССР 143 638. Алтайская 138 тысяч. Кемеровская область 121 тысяча. Новосибирская область 110 тысяч. Иркутская область 91 тысяча. Омская область 87 тысяч. Тюменская область 80 тысяч. Свердловская область 77 тысяч. Тюменская область 68 тысяч. Челябинская область 52 тысячи. Таджикская область, Таджикскую ССР 46 тысяч.
Вот такие вот. Я это опубликую обязательно, тоже опубликую. Документ Дольштувега. Ну вот это официальная информация. Так, дальше. Что тут? Я могу только... со зрением совсем плохо. Для меня это сложный вопрос. Задайте его Башламу Хатиев. Я могу только обширные причины назвать и все. Бакаев по полкам назвал реальные цифры депортированных. Я не знаю, не смотрел. В каждой семейной истории о высылке из 7 с 10 плюс людей осталось 1-2. Эти официальные цифры не верю. Верить, не верить я не могу сказать. Я вам говорю о том, что есть. И не забывайте, это списки 1953 года. 53-го. Ибрагим и Мичарьюешу со документы. Дагестанцев выслали в аух. Я знаю, куда их выслали. Это не выслали. Это переселили. Из горных мест переселили на плодородные, хорошие земли чеченского народа. Было выделено 150 составов, 14 тысяч вагонов. По правилам 34 человека в вагоне, а по факту минимум 70 в вагоне. Мы знаем, что люди стоя ехали так 980 тысяч. Не знаю. Их могло быть и миллион. Я не об этом. Я говорю о документах, которые есть. Так, есть вопросы с Ютуба, есть вопросы, нет вопросов. Что бы вы хотели услышать? Говорите, потому что если вы молчите, потом я вам рассказал, объяснил, что касается высказывания, исторического высказывания по ауховским землям и домам. Это не в первый раз звучит, но вот столь официально на телевидении, прямо прилюдно при всех, это было заявлено вчера. Я думаю, что это хорошо, потому что когда официальные лица заявляют такие вещи, такие вопросы нужно рассматривать. Надеюсь, что вопрос пойдет быстрее. Нужно быть умнее, поэтому вопрос не в этом, Заур. Может, их было за миллион. Но до вагонов дошло такое количество. Всякое же может быть. Допустим, в то время уйти могли определенные люди. Кто был умнее. Всякое мог. Кто-то просто сожжен, кто-то убит и так далее. Но всякое могло быть. Но официально мы же не можем так говорить. Башлам, сколько чеченцев было на войне во время высылки? Я слышал, что сейчас я вам скажу, от 50 до 80 тысяч слышал я цифру. От 50 до 80 тысяч. Вот. Не знаю, насколько. Для маленького народа это очень много. Вот видишь, у Шато говорит 42 тысячи. Ну, это фактически, да, 50 тысяч был, что цифра его нацуявшая. От 50 до 80 тысяч. Многих даже просто переименовывали. Вася, Петя, Миша называли. Поэтому не забывайте об этом. Моя последняя информация, это 80 тысяч. Но ингуши говорят, что их было 14 тысяч на фронте. Якобы было 14 тысяч. Вот. И не забывайте, что в этом случае во время депортации почему-то по спискам ауховцы шли отдельно. Ауховцев было плюс-минус 70 тысяч. Из них ровно половина погибли. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах этого. На книге «Черный февраль» об этом написано было, если я не ошибаюсь. Половина ауховцев погибла, говорит. То есть их настолько мало осталось. Они отдельно идут, потому что они не отдельный народ, но они из Дагестана.
из Чечни отдельно. Здесь по национальности идут. Их, если приплюсовать, то получается как раз таки получается те цифры, которые наши историки. Наши историки говорят 650 или 750 тысяч в пределах этого. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Наши историки в Огу, ну, те, которые занимаются этим непосредственно. Вот так вот. Что Башлам. Видел карту, где Алания, Симсир и Дзурзукетия существовало в одно время. Про первых двух немного знаю. Расскажи про Дзурзукетию хотя бы в общем плане. Дзурзукетия, область, горная часть Дзурзукетии, которая находилась от современного Чеберлоя и заканчивая, если я правильно понимаю, в пределах Дарьяльского ущелья. Эта область была Дзурзукетия, горная часть. После она начала называться Кистетия, до этого она называлась Дзурзукетия. Это горный хребет, это высокогорье. Включается Чеберлоевский, Шаройский, и Тумкалинский, Галанчожский, частично Шатойский район. Я говорю только за наших, там, что там соседи говорят, что там Бахушти рассказывал. У них, по словам Бахушти, Багратиони, Дзурзуки находились это где-то в пределах Владикавказа, вот в этой области, в Низовье, где тарское селение, тарское, вот в этой области они спускают, что якобы там Дзурзуки находятся. Но я так предполагаю, что и Джайрах вполне возможно, что туда входил. Дзурзукетию входил. Джайрах входил, возможно, и Асиновское ущелье все тоже туда входило, Дзурзукетию. Вот. Невозможно, а входило, я так понимаю, в Галанчожском месте. Вот, горный хребет это, череда государства. Оно, ну, про него уже рассказали в основном. Оно существовало с 1 века до нашей эры. Вот. Название Дзурзукетия описано у грузинов. Грузины называли эту область Дзурзукетия потомками дзурзуков. Ну, и от дзурзуков что сохранилось? Там две версии. От дзурзуков у чеченцев сохранился тейп, сохранилось селение. Зурцхуай, Юрт, они есть еще в 19 веке, есть это. Я так понимаю, Зандхуай, вот Дзурцхуай, Зандхуай, через ДЗ, Зандхуай, Дзурцхуай, идет одно. Ученые говорят, что это то же самое, что от того, что трансформировалось немножко, потому что они переселились уже более на Жаиртовский район, на Швабяхкин, Ауховский, Жаиртовский район. Кстати, они сохранили это название, у них, у Зандхуай, они сохранили, и у Аухи, кажется, есть селение, да, Симсирюй, вот. Они сохранили старое это название. Вот. Это одно из первых названий, которые наш народ, горной части. Которые... Опять же, только тупые дегенераты могут говорить, что вот сейчас, сегодня чеченцы хотят, не хотят. Мы, новчи, чеченцы, потомки дзурзуков, прямые потомки дзурзуков, прямые потомки пророка Ноха, алейхиссалам. Почему? Потому что когда ты спускаешься с гор вниз, ты становишься, тебя называют там поселение Чечен-Аул. Когда ты в горах живешь, то есть в Шаройском, и Тумкалинском, Галанчожском районе, ты являешься дзурзуками кисти. Потому что все оттуда. Нету чеченских тейпов, которые произошли с равнины. Нет таких тейпов. Не может быть. Так. Стоять. Бяхмобилыш. Эшелоны стояли в станице Ишорская, Червленые в основном свозили в станицу Ишорская. Для перевозки использовали студебекеры, их перегоняли из Ирана. Мать рассказывала эти машины. Да, ну это не из Ирана, не забывайте, студебекеры это все-таки по ленд-лизу получили, Советский Союз получил для открытия второго фронта от англичан и американцев. Ну, имеется в виду, как мы его поняли, да? Тот, кто знает про Великую Отечественную, про открытие второго фронта, все прекрасно знает про ленд-лиз. Вот. Итак, а что касается остального, что использовали студебекеры, ну, это ясная история.
что машины были новые, что солдаты еще до спецоперации Чечевица проживали, якобы для учения, проживали в чеченских домах, их кормили солдаты. То есть это все как бы спланировано было заранее. Ну, каждый рассказывает по-разному. Если слушать любителей Сталина и Берии, они пишут, что огромное количество, до 3600 человек готовы были там принять повстанцев, немцев, и они хотели воевать и так далее, и чтобы на самом деле и другие там, первая версия. Вторая версия, что там подарили коня с золотой сбруей, встречали Гитлера в горах и так далее и тому подобное. Это вторая версия. Третья версия, это то, что якобы грузин Сталин и Берия хотели, что они оба были мигрелами, якобы они хотели создать великую Кахетию, и им нужна была территория Чечни и Ингушетии для того, чтобы свое государство сделать более шире. Такую версию мне тоже рассказывали якобы. Другая версия, что хотели там вот три версии, которые вы можете услышать. Первое, то, что предатели, то, что воевали, то, что приняли немцев. Другое, создать государство Кахетии хотели. Но опять же, я говорю, это версии, не забывайте, я не говорю, что это правда. Само собой, автоматически, давайте из этих всего, я вам скажу ту версию, которую я считаю наиболее правильной. Первая версия, что подарили коня белого и золотой сбруи, это опровержение было сделано. Это неправда. И, само собой, оно автоматически уходит. Опровержение, ролик рассекреченных архивных документов, кто дарил и когда дарил, я опубликовал. Это сделали еще, думаю, что в нулевых годах, кажется. Сделали чеченцы, достали из архива, узнали, кто подарил коня и кто подарил там уздечку. Я не буду говорить, кто хочет, может зайти на мой канал. Здесь, в этом канале, на Instagram 3 где-то в пределах 4000 или 5000 постов вниз спуститесь и найдете про это. Если я не ошибаюсь, Багаев Муса Харонович, кажется, зачитывал. Или Бугаев Абдулла зачитывал. Кто-то зачитывал этот документ. Сейчас не помню, или Бугаев, или Багаев. Вот. Потом, эта версия уходит. Что касается, принимали ли диверсантов. Ну, группа, которая была закинута, она была закинута при Эльбрусе. Вы знаете, там есть оккультная тема, чтобы найти Святую Грааль, что они находились при Эльбрусе, там есть фотографии и все остальное. То есть документально немцы были в Эльбрусе. Неважно, я не буду уже говорить, там, кто помогал, кто содействовал, это уже не мое дело. Туда я не лезу. А что были какие-то диверсанты у нас, вполне возможно, допускаю. Вполне возможно, потому что, по крайней мере, по документам говорят, что были здесь взяты какие-то диверсанты немецкие, и кто им там помогал. Точно так же, как и Осман Губей, который аварский, Сюли, который там помогал, делал диверсии. Но мы с вами это обсуждали, было ли на самом деле такое количество чеченцев, которые ушли в горы, и они помогали немецким, там, фашистским оккупантам, там, 3600 якобы преувеличили. Говорят, что некоторые местные НКВДшники преувеличивали там количество, чтобы там якобы подняться по поверхности, там, по лестнице, карьере и так далее. Опять же, такого количества доказательств пойманных 3600 не было, потому что при спецоперации в любом случае 3600 в горах, чтобы ввели сопротивление, они могли бы нанести огромный ущерб тем НКВДшникам в горной части, который занимался бы выселением чеченцев. А это автоматически говорит о том, что никаких 3600 там не было. Там речь шла о 280, где-то в пределах 300 человек, говорят, которые были реально. Опять же, доказательств нету, это все разговоры, огульный разговор. То есть автоматически это тоже не подтверждается. Эта версия о том, что
все были предателями, но это в дальнейшем ярлык приклеили, это мы про другое говорим. Про Великую Кахетию автоматически отпадает, потому что это версия Dastich Fantastisch, это те, кто не любит грузин, явно выдумали эту версию. Дальше. Остается у нас, что за версия там остается? Вот эти три версии в основном, которые я вам говорил. На самом деле, я думаю, я предполагаю, я уверен в том, что эта спецоперация была сделана, поскольку у Сталина или у НГБшников были информация, которая говорила о том, что немецкие войска стремились взять промыслы, нефтяные промыслы. За счет чего? За счет того, что северокавказская нефть, точнее грозненская нефть обеспечивала все танки, все сырье было отсюда. Ну, бакинская, грозненская нефть. И если бы отрезали бы от нефти, то автоматически война была бы проиграна. И вот это, прежде чем это будет сделано, или информация дошла до них, что нужно подстраховаться. Кавказ всегда был регион, в котором в этой ситуации, конечно же, поднимаются вопросы службы безопасности, ФСБ, КГБ, ну не знаю, как в то время, МШГБ, назовите как хотите. Все службы безопасности поднимают историю данного региона. Я вам объясняю, как это вообще может быть, как это делается нормально государство. Смотрят, что за люди там живут, насколько они благонадежные, воевали ли они, сопротивлялись ли они, кто оказывал наибольшее сопротивление, кто был всегда кость в горле. И догадайтесь, кто первым оказался. Абсолютно верно. Оказались чеченцы. Во-первых, самым грозной грозненской нефти, это самым сильным центром до Баку была нефтеперерабатывающая, был Грозный и Грозненская нефть. А это автоматические чеченцы. Ну и плюс ингуши автоматом, потому что один народ просто разделили. И чеченцы. Поднимаешь вопрос Кавказской войны, чеченцы воевали. Поднимаешь вопрос Шейх Мансура, воевали. В советское время воевали. Во время царской России воевали. И плюс ко всему доносилась информация от спецслужб о том, что в горах там действовали какие-то группы, которые занимались там и так далее. Автоматически чеченцы, ингуши, раз в список. Карачаевцы, почему? Объясню вам. Карачаевцы тоже считаются одними из тех, что якобы они содействовали. Балкарцы и карачаевцы считаются, что они содействовали немецким оккупантским группам. Ну, там есть целые фильмы, я не буду сейчас углубляться, но факт остается фактом, что они тоже содействовали. Но это небольшие народы, их, в принципе, тоже. Это в разное время, я не в один день вам говорю. Балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши. Плюс дальше идем калмыки. Вот насчет калмыков, честно сказать, я читал, версия была такая, что якобы при ставке у Гитлера был какой-то там то ли помощник, то ли кто-то, который был одним из калмыков, который там говорил, там чуть ли не был одним из таких представителей, который помогал якобы там немцам. Вот такая версия, которая, я не знаю, из-за чего, но калмыки тоже есть в этом списке. Вот из кавказских народов. Ну, а те остальные, которые кабардинцы, я уверен, что кабардинцев, которые депортировали, это были князья, потомки тех, кто кулаками был, то есть зажиточные кабардинцы, адыгейцы, это были они. 1770, которые были депортированы. В списках депортированных есть кабардинцы, я вам говорю, как есть. Вот я вам зачитывал это с документа, это официальный документ. Таким образом, получается, Осетия, осетины, это был форпостом, всегда были и есть форпостом
среди Северного Кавказа, единственные православные, не мусульманские, а православные в основном. Поэтому их не тронул. Не знаю. Некоторые говорят, потому что якобы Сталин не Джугашвили был, а там Дзагоев, там что ли, якобы он был и так далее. Но я опять же не столько в это верю, поскольку просто-напросто осетины не были среди депортированных. То есть они не стоят там вообще. Ну что, турки, месхетинцы, из Крыма, там, греки и так далее, думаю, объяснять историю. Просто мы оказались в этом списке место и наша история, которая всегда была в сопротивлении. И чтобы обезопасить свое государство, были переселены туда. Не забывайте, 1 200 000 с лишним тысяч немцев было переселено. То есть это с плоскостной территории переселили в Казахстан в эти степи. Там, где я даже жил, учился, очень много немцев было. И они в 1991 году, первые, когда пошли, начали выезжать с Казахстана. Очень много немцев было в Казахстане. Вот так вот. Так что я думаю, что там в основном он обезопасил себя. Что касается дагестанцев, ну, дагестанцы это не народ, это много разных народов. И есть версия, что Даниалов знал об этих некоторых вещах, что он подсуетился. Вроде бы говорили, что дагестанцы тоже должны были быть среди них, но Даниалов подсуетился. В центре Махачкалы собрал чуть ли не 2 миллиона там золотом и все на фронт отправил, и за счет этого дагестанцев не депортировали. Но я верю в эту версию. Почему? Потому что по сути своей, хотя опять же, кто воевал в Кавказской войне, если сказать, ну, получилось, что до бакинской нефти дагестанцы им не мешали, а вот до грозненской нефти чеченцы им помешали. Странная логика, но то, что есть, то есть. Так, отвечаем. Ибрагим Сулейманов. Есть ли версия, что хотели создать еврейское... Это все про еврейское государство вот сейчас появилось. Это чушь собачья, поверьте мне. Освободить хазарский каганат, это вот эти мистики, рептилоиды. Есть еще якобы, когда Джугашвили был разбойником, он с бандой напал на обоз, а там охрана была, через которую отбили обоз и наказали. Но эти вещи я вообще не считаю за серьезные. Я еще в детстве слушал эту историю, но доказательства. Я почему не считаю за серьезно? Потому что он не хотел уничтожить чеченцев как таковые. Переселение. Вот эти версии, что хотел железный поезд направить в Каспийское море, утопить всех. Если бы он захотел, он бы это сделал. И сделать это, в принципе, даже эти вагоны, которые уезжали, если бы он расстреливал бы каждый, там вагоны расстреливали бы, людей убивали бы. В принципе, это тоже для такого тирана никаких проблем нет. Но это был человек, который хладнокровно решал, куда переселить, куда разобрать, убрать. Это такое время. Что там когда-то его наказали, охранка, отбили там какие-то чеченские там бандиты или так далее. Эта версия, ну, не имеет. Это на уровне бабка нашептала, ни больше, ни меньше. Ибрahim, сколько в Ютубе человек? О предательстве всего народа и так далее и тому подобное. Но в этих случаях очень много говорил Максим Шевченко, и я могу вам сказать и объяснить, поймите. У чеченского народа слишком много трагических моментов в истории. С одной стороны, можно их понять. Почему? Я именно говорю только за свой новый народ. За других я не могу. В Кавказскую войну мы теряли и территории, и людей. А память историческая остается, не забывается. По крайней мере, у нас. Вот. Со времен шейха Мансура мы теряли. Сокращался народ, сокращали народ. Потом, после шейха Мансура, мы потеряли Бейбулата Таймиева. Он воевал. Это длилось очень долго. Опять мы теряли. Потом, получается, Байсангур Беноевский и остальные наши воевали 20 лет. Опять мы потеряли. Мы потеряли
боеспособных, молодых, зрелых мужчин остались, ну, а Токшбеш и остальные, имеется в виду Лул, Гула, Гена, Ашборчош, Плюцес, которые там сразу по царскую власть поняли, где хорошо, чем пахнет. Вот. И, ну, правильно это с точки зрения, ну, как вам сказать, в истории, как бы кто что ни говорил, мы слишком много людей теряли всегда. Вот. Жертвы огромные. Дети, потомки, матеря, родители не забывают это и передают из уста в уста. Проходит поколение, проходит время. Ладно, Кавказская война закончилась проигрышем. После Кавказской войны начинается гражданская война. Опять же, земли, которые переданы были каким-то офицерам. Я же говорю, прокламацию хорошенько прочитать нужно вам. Постараюсь завтра, если у меня получится с эфиром, а завтра еще раз ее прочитаю, и вы поймете. И покажу вам территории, какие были территории, карту, о которых он говорит. То есть мы возвращаемся к каким годам, он говорит, Борятинский. Вот на этих же землях вы будете наибы. И это земли будут ваши. Кроме тех, которые подарены царским офицерам за службу императору. А эти земли подарены на вечное пользование за то, что они служили царю. Там четко указано это. Остальные земли в пределах до 1839 года. Я вам покажу карту до 1839 года, какая она была. Ну, вы поймете уже дальше, если, конечно. Вот. Получается, дальше у нас идет война. Гражданская война, это власть меняется, царская власть меняется после революции. Меняется там. Появляются белогвардейцы, появляются красногвардейцы, опять же война. Опять гибнут чеченцы. С одной стороны Нохчи, с другой стороны Нохчи. И там гибнут. После этой гражданской войны, уже после этого машины, аппараты, уничтожение наших Оля, Устазов и всех остальных, физическое устранение. Но эта власть уничтожала всех, честно сказать. Там речь не только о чеченцах. Тот, кто знает немножко историю России, он знает, что и русских попов, и всех остальных, но эта власть была такая, атеистическая. Дальше, идем дальше. После начинается Великая Отечественная война, часть нашего народа уходит на фронт, 44-й депортируют. Это я вам промежутки, поскольку это все рядом, понимаете. Ты не успеешь просто забыться даже о войне, о чем-то. В 57-м возвращают. И вот затишье, 57-й хорошо оставим, 57-й там бунты, возвращения не позволяют селиться. Начнем с 1960 и по 1990. 30 лет тишины. 30 лет тишины. Опять развал СССР, опять берите свободу сколько хотите, опять мы клюнули на это, опять нас обманули и втянули в эту авантюру. То есть не смогли воспользоваться так, как надо было бы. Как это сделали татары, как это сделали другие нормальные. Но история, как говорится, ее уже не изменишь. Втянули войну, заканчивается первая, начинается сразу вторая. И вот сейчас время фактически с 9-10 года прошло 13 лет. И вот вы сами подумайте, я к чему это все вам рассказываю. Я не говорю, что вы этого всего не знаете. Вы это все знаете. Вы сами. Это поверхностно, я же не углубленно говорю. Вот эти промежутки, которых очень много. Заметьте, я не говорю, что мы всегда были во всем правы. Нет, конечно же. Я не говорю. Ряд оплошностей там чисто наши.
никаких сомнений нет. Ой, юбяк. Ой, сюли хавалин, халгавяк. Ой, дукка меткш биновой. Урт биновой. Тут, как бы вы ни хотели, как бы вы ни говорили, ряд проблем, ошибок были. Гражданскую войну, кто был прав с этой стороны, кто был прав с той стороны, и много-много других вопросов. Тут каждый занимает. И шанох чебога, шанох чебога. Забота о своем народе и забота на будущее, как дальше жить, как дальше быть, что мы оставляем своим потомкам, что они должны сделать. Мы должны учиться, мы должны размножаться. Деша, деба, даха, нохчихам. Мадьеху. Не надо делиться. Самая большая, самый сильный козырь, который используют против нас, это наше деление. Понимаете? Это наше, как бы, проклятие. И вот каждый раз, когда я собираюсь, только я начинаю с вами говорить, начинаю вот активно проводить работу, вот я знаю по себе, вроде бы, вот, надо это. Там один говорит, ты вот это делаешь, ты вот то делаешь. У меня пропадает желание. У меня и так уже, я когда читаю, уже настолько много я сижу, читаю все это дело, со зрением проблемы возникают. И мне еще свои дают, ну что, как вы хотите? Я не говорю, никто не говорит. Закидывать там, запульнул там, это скрин сделал, то скрин сделал. В день мне доходит от 300 до 500 сообщений. Как минимум. От разных людей. Совсюду идет информация. 90% из нее она ненужная, пустая. Из 10%, 5% это мы уже загружали, и оно есть на нашем канале. Если не 7%. И мне приходится вот сидеть, все это обрабатывать, делать. И само собой я не справляюсь с многими вещами. У меня сил не бывает. Ваух, я собрался поехать. 22-го брат позвонил, сказал, мы едем. Все, я сказал, я еду. Понимаете? Узун аз нохчи ватсон, если что, ухает балас. Я сказал, я еду, на 23-е уже утром я с температурой лежу. Не смог. Марвухин сабу берус. В этот день меня хоть там не было, я сделал 10 роликов, чуть ли не, под 10. Закинул. Какие-то сразу полетели жалобы, то есть по законодательству пришлось убрать. Остальные я загрузил. Несмотря ни на что. Сложно, трудно, абсолютно, валлахи, хамдас, никто мне ни за что не платит, и вы прекрасно это знаете. В редких случаях появляется там Таиса, еще одна сестра была наша, которая помогала. Вот. Остальных 1, 2, 3 человека. Зелем, Умар Шаровский был, когда он бывает. Вот Заурбек тоже потерялся, вот тоже нашелся. А так 5-6 человек было, которые помогают. Сложно, трудно, да, собираем, да, делаем, да, работаем, печатаем. Материалов, еще раз я вам говорю, просто-напросто взрослые нормальные люди поняли и сказали, когда я зачитывал и про Бурятинское, про остальное. Здесь, в этой книге, на самом деле, есть очень многие вещи, которые они используют. Очень много. И очень сильно не любят русские, я знаю, не любят. И здесь есть, и у Маргашвили есть, и у Хасана есть. Вон книга Гумба, которая есть. Кто может сказать что-либо? Кто может что-либо сказать? Никто. Покупать, делать, помогать не всегда получается.
по уху материал тоже нужно прислать, но просто так ничего цахулсуна цевает сам да сумаха. А те, кто это ищет, кто над этим работает, занимается, цельно целя да, они как косточка, там небольшие вырезки присылают, вот это есть, вот это есть. Есть пару групп, да, в Телеграме, там есть ребята, которые присылают мне. У нас общие бойцы, так сказать, невидимого фронта есть. Они помогают там еще что-то скидывать. Получается. А так мало. Тоже информация просачивается. Поэтому мы с Ибраимом, конечно, задумывали, хотели и книгу сделать, хотели и Ваха, и другие говорили, Башлам, может, все по чуть-чуть соберемся, сделаем это. Не получается. И поэтому информации негатива много, оскорблений еще больше, а люди, которые хотят сидеть, отвечать и выложить это все в сеть достойным образом, их нет. К сожалению, их очень мало. Или нет вообще. Я, по крайней мере, очень мало таких знаю. Благо, там есть некоторые друзья, знакомые, и адыги, и другие там, кто там пишет, кто там что-то говорит. Ну, по мере возможности пытаемся что-то сделать. Сегодня вы увидели, да, 30-40 человек в прямом эфире в Инстаграме было. 40 человек. Одновременно. В конце каждого эфира я смотрю, делаю мониторинг, 370-400 человек у нас бывает за время стрима. 400 человек это только в Инстаграме. Некоторые говорят час, но час, если я буду делать, я ничего вообще не, вы должны понимать. Если я часовые буду делать стримы, я вообще не смогу ничего собрать для работы. Сейчас я зашел в 11, сейчас 2 часа. Те люди, которые говорят, что я якобы за это живу там или так далее, даже 1000 рублей не набрали, чтобы было понятно. А есть люди, которые меня упрекают этим, что якобы вот ты за счет, ты это сказал, ты то сказал. Не надо меня упрекать, я просто благодарил людей. Можете, делайте лучше. Работы много, встреч много. Я тоже живой человек. Я тоже хочу как-то что-то сделать в лучшую сторону. Но не все получается. Ролики делать я прошу у Бряшки там. Другую информацию, чтобы скопировать, сканировать, я прошу у другого человека. Книги у меня занимается один человек. Архивные документы, чтобы прислать. Алейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. У меня занимается другой человек архивными документами. Там с Питера, с Москвы отдельно. С Грузии, если там по грузинской теме, у меня отдельный человек. Со всеми нужно связываться. 1-2 раза ты сделаешь, третий, 4-й раз просто так тоже никто ничего не хочет. Ну, многие думают, Башлам, уже ищет масяга. Работа, чтобы шла, нужна какая-то мотивация, Мотивация, там, кто-то поддерживает, там, ДРС, хрenu, обяшбан. Да, ты идешь по улице, люди, салам холус, шаиш, сахашун, бал, масацбила. ДРС, хрenu, айбуалбан. Даванча, любой тези, это сюги, дуешь, что масана, его, что. И уешь, дуй хасу, я знаю, что это нужно. И особенно сильно это не нравится тем, которые бьются и дальше, ночи хилцалуш беши, ночи цебьеш беши, харкам цебьеш беши, ой дух дагаш беши, ой муах бикаш, цен цебьез арбол. Цебьез просто-напросто. И они прекрасно знают. Если кедек, годящий, кедек на острове Сахуле, что это развалится. И они ждут момента. Вот тан хердуй или каин хердуй. Тан
канцут по шашку. Поэтому я-то мне ничего от этого. Если я остановлю эту работу, допустим, адита, сай он я сай балцани сай лиц хохал дуас, машан халили, дик бол халили, хадик халили, хек хирду. Кьеча дэштик, шен лиц хохал ду хадик хирду. От меня мои знания не уйдут. Те, кто меня знает, я им всегда помогу во всем. Но самому порой тянуть вот это все, когда ты говоришь, вот здесь ты останови, хар моя сделала, ож моя сделала. Я имею в виду с точки зрения юриспруденции. Этот под закон попадает, это может разжечь межнациональную рост закон, это арду можно. Все эти моменты нужно уберечь. Книг тоже, к сожалению, больше пока не стало. Вот. Речь ситуацию. Вроде аудитория большая, вроде ты смотришь, асквишка, мижги, шацер, стрим, шкажа. Микчина была царь шейчан, она остал до царь хала, ой, царь. Ну, вы, кто блогер, царь, снелки кошутся, шунца войска, вы снелки квицунцы. Я уже других не буду называть, а более или менее. Ну, там, в принципе, не сильно там. Нет, материться, конечно, рассказывать там какие-то передачи. Стрим проводит, я смотрю, вот, просматривал, как блогеры ведут свою деятельность. Проводит стрим, ничем, в принципе, не отличается. Да, микрофон, пафосное там кресло, все остальное. Ну ладно, изам царычами гарусу, кресло царычами гарусу, микрофон царычами гарусу, шум мекшхерчани. Вот, качество и бонусы. Ты смотришь, там, показывает он, когда проходит донейшн. Любой год водится, солнце солнце, васквиш, на остал дешнуцу. Там дешнуцу, айтерца, ютунца, эльчица, бир байдуцу. Он точно так же заблокирован, и точно так же ему никто там с Европы там не может просмотры и так далее и тому подобное. Так получается. А у меня вроде огромная аудитория из Европы, из дома, и в Ютубе. Человек 5 с Европы УСА, активных Ибрahimi, Таисей, и хотя из Ейна, к сожалению. За что чего такие шери, ну, он остал дальше. Потерялась, вот остались 2-3, может максимум с Европы у меня, которые более или менее поддерживают. Вахай, Таисий, Ибрahim. Ну, человек 5-10 может. А вот Аберши в основном старшики, Бахкаришбу, Цанцаха, Укунсаха, Удадиз. И ты как-то своими пытаешься что-то сделать. Ну да ладно, мы не жалуемся, мы говорим о некоторых нюансах нашей работы. Работу будем продолжать, работу будем делать. Хорошо ли, плохо ли, я, по крайней мере, постараюсь. Сколько смогу, он заур Европе омыватель, Россия Олдербас. Вот сколько смогу, буду делать. Вот, я прошу прощения, что в последнее время не так много эфиров, но я, как говорил, все зависит не от меня. Это зависит в основном от вас. Вы поддерживаете, я могу больше сделать. Вы не поддерживаете, я делаю столько, сколько я могу сам. Вот такая вот ситуация, господа. Сегодня, опять же, если у вас есть вопросы с Ютуба, с Инстаграм, с Фейсбука, еще раз, мы публикуем свои посты везде. В Твиттере, в Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме, 2 каналах, в Ютубе, в Фейсбуке, вроде бы все назвал, в Рутубе. Вот 8 каналов, в которых мы везде публикуем все, что у нас есть одновременно. Все, вот, если вы увидели в одном паблике, значит, они везде заброшены. Вот так работаем мы. Я плюс-минус 1 человек. Все, что мы можем
делать, мы делаем. Хорошо ли, плохо ли, ну, я исправляю, по крайней мере, когда вы говорите, вот здесь поправить, дичник Эльдар Башлам. Еще раз я вам говорю, если не касается нашей истории, нашего народа, косвенно там, про Урарту, допустим, это косвенно, там что-то арийцев, хуритов, это нас касается косвенно. Но какие-то другие моменты в Инстаграм, Директ и в другие места не присылайте. Они просто WhatsApp там можете скидывать, а Инстаграм не ссылайте, не скидывайте. Просто время забиваете и использовать его я не могу. Да, и кстати, ни ТикТок, ни Одноклассников у меня нету. Не присылайте ролики, если не скачанные, я открывать не буду. Вирус один раз поразил мой телефон, мне хватило этого. Поэтому ни в ТикТоке, ни в Одноклассниках меня нету. И ролики, если вы присылаете оттуда, если они не скачаны, я ничего не могу сделать. Не просмотреть, ничего. Вот так вот, господа хорошие, наверное, на сегодня, к сожалению, мне придется на сегодня закончить. Завтра постараюсь, если получится, сделаю эфир. Не гарантирую. Может, сделаю, может, нет. Но, к сожалению, сегодня прокламацию не успел добить. И какие-то моменты, много чего хотел рассказать, но давайте по мере выступления, если завтра будет эфир, как сегодня активно отправляйте вопросы, заходите, прямой эфир отправляйте, я вас принимаю, вы знаете, нет кого не скрываю. За спиной говорить не нужно. Если вас что-то интересует, заходите, нажимаете отправить. Любой вопрос, без мата, без оскорбления, заходите, задаете. Ответим. Будь то аух, будь то панкиси, будь то кистинцы, дзурдзуки и так далее. Все, что касается истории, географии, этнографии, нашего этногенеза, в некоторых случаях по ДНК, тайпы, тухумы, мы все можем, постараемся, по крайней мере, вам рассказать, объяснить, что правильно, где правда, а где вымысел. Вот. Как-то так вот. Работу сейчас рабочий мой стол. Если сомневаетесь в том, что я вам говорю, мои рабочие, это все книги. Вот видите. Одно меня ночью как кот ученый все бродит по цепи кругом. По цепи кругом не. Работы много, постараюсь сделать. Интересного еще очень много, надеюсь. По стат-данным, по остальным. Так что нужно от вас? Подписаться, пригласить нам настоящих патриотов, любящих свою родину, свою историю, географию, этнографию. Подписаться, лайкать, оставлять комментарии. Вот. И огромная благодарность всем тем, кто поддерживает наш канал, помогает нам, будь то Заурбек, Таиса. Постараюсь по именам называть. Аиса сегодня, кажется, 4 человека было сегодня, которые задонатили. Допустим, Sky One в конце каждого эфира имена, фамилии называть. К сожалению, имена, фамилии называть я не могу и не буду. Но вот по названиям каждый поймет, кто помогал, кто пытался помочь. И как-то. Я на связи. Еще раз прошу прощения у всех, если я каким-то образом кого-то обидел, кого-то оскорбил. Ради Всевышнего Аллаха, ради Бога прошу вас прощения. Никого обижать, оскорблять я не хотел. Ни народы, ни тайпы, ни тухумы, ни фамилии никакие. Просто есть моменты, когда мы говорим об общем количестве оскорблений народа, национальных героев. Это недопустимо. Я себе это не позволяю. И другим тоже не рекомендую этого делать. Вот. Много, очень много о шейх Мансуре, Байсангуре и многих других наибах
информацию я собираю, будем публиковать, документы будем публиковать. Про АУХ, если у меня получится собрать все, что я хочу, материал будет очень хороший про исторический АУХ. Ну, посмотрим. Забегать вперед не буду, потому что когда я что-нибудь задумаю, мне обязательно это проваливаться, потому что я не смогу, не получается у меня все собрать. А так, понемножку. Если получится, документы достанем, сделаем. Интересно впереди, так что всем удачи, я на связи. До 3-4 не сплю, если что, пишите. Масер Адиквел, с вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 39. Огромная благодарность моему брату Ибрагиму, который, несмотря на то, что он живет в Европе, поддерживает меня, и не ложится спать до конца, пока мы проводим свои совместные стримы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адиквел.